Масэр Маршал, да? Если что, пока в двух шаров подтягиваться, да, Масэр? Кубалу, киньте ссылку, у кого он в друзьях. У меня, походу, с этого аккаунта он не в друзьях. Ибрагим, я тебе этот отправил. Кто это такой вообще, вот этот человек старый? Сейчас пока не смотрел. Короче, блокнули меня с того аккаунта. Там они сидели, уже жалобы кидали. Писюлькины. Что, могут вообще, да, отключить аккаунт? Пускай отключат. Я еще 100 их зарегистрировал. Русскомировцы, походу, там сидят, жалобы накатывают. Это не первый раз. Когда, всегда, как русский мир мы затрагиваем, блок. Что-то я не понимаю политику этого ТикТока. Ну, они же сейчас дружат, страны эти. Не будем говорить какие, но вы понимаете. От стран не зависит. Там, когда на тебя накатывать начинают, в основном вот эти работают. Алгоритмы там тиктоковские. Но там я в чате заметил, что писали нехорошие слова на букву Т, там и другие, короче.
Может, из-за этого. Ну, меня несколько раз уже предупреждали, что типа у вас идет неприемлемое там туда-сюда. Один раз гасанули, я потом апелляцию кинул, второй раз опять апелляцию кинул. На третий, по-моему, третий или четвертый раз уже слетело. Ну, представь, какая там тема, да, то есть мы просто разъясняем, как вот это все работало, что, как, политическую обстановку. Никаких призывов там не идет ни к чему. Наоборот, разъяснительная работа ведется, информационная. Да, и осуждение. Да, осуждение, чтобы люди, наоборот, не становились жертвами вот этих ублюдков, их пропаганды там. А тут нас блокируют. То есть, это что такое? Алло, 29. Что, русские же вроде не хотят, чтобы были вот эти на Т, которые. Не хотят ни их, никого. Вот, постоянно борются с ними. А тут что у нас получается? Не забывай, там только Авторство 70%. всплыло. Авторство 70%. всплыло. Авторство, это ТикТок принадлежит только 70% Израилю, а 30% это Китай, другие страны там разные. Там от страны не зависит, там вполне могут просто сидеть какие-то эти, походу, чуваки, вот именно в русскоязычных каких-то отделах, да, там, кто контролирует, нет, когда это через алгоритмы уже какое-то там недопонимание происходит, потом это уже контролирует живой человек. Ибраим, мне кажется, что это вообще тут как бы ботаферма, если кто-то, ну, в поле зрения как бы попадаешь, может быть, вот эти с ботафермами как бы жалобы один раз накидывают и сносят вот так. Если там YouTube-каналы ломают, там, у которых там по сотни тысяч подписчиков, не говоря уже там о маленьких TikTok-каналах, может, для таких как бы есть маленькие какие-то фермы, как бы, которые заказы даже принимают там, я не знаю, как бы. Или сколько тут, какое количество у ТикТока жалоб нужно, чтобы скинули канал там, ну, эту трансляцию. Как это работает? Вы, ну, тебе лучше, наверное, знать, вам лучше, наверное, знать. Вы же уже давно тут. Не, я не так давно здесь. Просто какого-то всемирного заговора здесь нету. Это не зависит. Он здесь и наших друзей из Израиля, из других каких-то стран тоже точно так по 10 аккаунтов, как и у нас, блокируют. Это вот так вот не работает, чтобы там кто-то сидел и этих пропустил. Ну, как ты говоришь, когда они целыми стаями, короче, шакалями могут вот накидывать вот это дело, тогда, конечно. Я не знаю, как бы, вот этот... либо в чате то, что я увидел на букву Т, может, это какой-то триггер вызывает там, либо до меня там о чем-то вы разговаривали, не о том. Я вроде ничего такого не помню, чтобы о чем-то там говорили. Не, я там жестко высказывался про русский мир. И русскомировцы там заскакивали со своей культурой сапожниковской. Такое там было поначалу. Я так, в принципе, какие-то народы, нации не затрагивал, просто вот просил, чтобы свои обычаи, вот эти традиции, там, самобыт,
когда к нам на площадку заходят, оставляли это там, ну, как бы разувались, да. Потом здесь нормально общались с людьми, культурно. И когда выходили, снова обувались в это, и там, чтобы этим занимались. Но не у нас на площадках. Так кто это за этот старик? Столько видосов на него там в канале у тебя? Или ну, в вашем канале там? Я тебе в телеге скинул одно из тех видео. Давай, давай, поднимайтесь, живей, живей, посмелей. Кто хочет поговорить о русском мире, поднимайтесь. Marshall, Сэм. Чё молчите? Баревдис, Мартин. Здорово, здорово. Чё там до тебя эти докопались в тот день? Да ничего, я... Мартин, боимся даже что-то сказать здесь. Сидим, сейчас блокнут. Я этот просто Слышишь, попал, пробовал, короче, Ибрагим пришел один день. Да, я пробовал, короче, мягкой силой, так, я не знаю. Но, видишь, оно не получается, эти обезьяны, они не меняются как бы. Это что за обезьяны еще? Ну, вот такие Причем, вот знаешь, обезьяны. ты троллил так грамотно. Не, ну вы просто расскажите, мне просто интересно, не вхожу ли я в их число. Ну, с Что земляками рассказать пробовал. тебе? Христиане? Для кого вы? Не, вот есть... Христиане, Есть- бывшие мусульмане.
Все. Вот Мартин здесь истинный мусульманин. Это тот, который Лютер Кинг? Это тот, который солнышко такой. Ну, понятно. А вы кем? Ребята, у меня интернет плохой или у них прерывается у пацанов, я не могу понять. Да у вас там Вот. полностью сегодня блокируют. И ТикТок, и Телеграм. Не, до этого нормально было, вот когда сидели вместе у тебя в эфире. А ну-ка перезайди. Я, конечно, понимаю, это интересно, но меня правда тревожит, не оскорбляли вы меня только что, типа, такого... О ком? Не, Без там, меня, там без меня. Вы мусульманин? Абу Иван вас зовут? Это мне? да, да. Да, Нет. да. Вот. Оба в пролете. И не мусульманин, и не Абу Иван? Нет, нет. Так, давайте сейчас дальше буду гадать. Вы, значит, будете Я могу кришнаитом. подсказку. Я могу подсказку. Что вы сказали атеистам? Кришнаит. Нет. Я могу подсказку дать. Харе Кришна, Харе Вас- Кришна. Зовут вас Абу Сикандар. Нет, зовут меня Стиви Котрелл. Я вот могу сказать то, что... Раджа зовут. Раджа. А какая вообще у вас тема стрима? Я чуть не догоняю. Я думал, вы тут сейчас спорить будете. О чем? Зачем нам спорить? Не, ну мне показалось, что вы какие-то агрессивные люди. Почему? Все нормально. Не, ну а вы когда вообще как... всякие эти чуваки с ноги заходят, нормально как бы не приветствуют. Вот. Тогда, ну, бывает такая необходимость чуть-чуть приучать к культуре общения, там, спускать, чтобы чуть-чуть человек Так вы потапал, вообще... успокоился. Вы вообще какого взгляда на этот мир? Вы кто? Вы во что верите? А вот Фантомас. Фантомас это религия какая-то? Нет, чисто по натуре. По натуре? А что это такое? Что значит это фантомас? Ну, это особое такое мировоззрение. Серьезно? И в чем оно заключается в двух словах? Это сложная наука в двух словах. Наука? Сложновато. Ну, это как будто... Не, ну, это как будто бы, во-первых, не два слова, во-вторых, это Ну, нет... во-первых, ничего не это прояснит. как бы я 71% мусульманин, это входит в фантомаскость. И, Боже. скажем так, остальное уже как бы слишком сложно разъяснить. ну основная сейчас вот эти... Основная масса вот этих людей, которые тут сидят, они кто? Это мусульмане или нет? Не, кроме Мартина, вот Мартин, он стопроцентный ваххабист, Он магометянин? он истинно ваххабит. Ну, ваххабит, я надеюсь, это матюк был какой-то. Мартин, это правда? Это чистый ислам, ваххабизм. Интересно так. Мартин. Я вижу, Мартин ушел после этого. Он у нас немного застенчивый, смущается, да, Ну, блин, ну... временно. Я, если был мусульманином, я бы тоже был застенчивым. А вы сами вот россиянин, как я понял. Ну да. Политический вопрос задавать можно вам? Или... Да, конечно, вообще любые вопросы. Отлично. Зачем русским? Сразу скажу то, что Крым это русский. Русское место, русская исконная территория. Окей, Вот как я- вообще отлично. Смотрите, зачем русским нужна независимость и государственность, ну, в целом государство? Ну, как и любым другим народам. Да, я здесь, я вернулся. Без Понятно. какой-либо агрессии, вот подробно разъясните, вот в чем нужда для русских иметь собственное государство, независимость. Ну, блин, ну смотрите, как это работает на примере Великобритании. Вот
Они были лохами, у них не было государства, их французы завоевали. Потом, когда Великобритания как бы вернула себе свое государство, ну, англосаксы, они превратились в империю, начали завоевывать другие империи. Хотя по факту изначально они были в положении славы, как бы. И так вот, но это не то, чтобы разумный процесс, не то, что тут нужно искать какую-то логику, вот просто так работают люди. Вот они формируют какие-то страны, как по типу России. Русские же тоже, типа, одно время были лохами, потом создали свою империю, накрышевали всю Восточную Европу, потом опять стали лохами, их коммунисты зовут. Ну, типа, это естественный ход вещей. Например, та же Украина, если она сейчас победит в этой войне каким-то чудом, она даже так же сам превратится в империю, будет угнетать другие страны. Так же сам, как ее сейчас Россия угнетает. Это просто естественный ход вещей. Смотрите, давайте четко вот. Зачем русским независимость? Не британцы там, не какие-то французы, а вот русским зачем нужна независимость и вот своя государственность-государство? Ну, чтобы быть крутыми, типа. Я не знаю даже, какие могут еще быть причины. Так же самое, как и у любого другого народа, типа. Что это вот у любого другого народа? Что это? Вот важность? в чем? Ну, я не знаю. Ну, наверное, нагляднее все будет спросить, какой у вас народ, и уже исходя из этого вам пример этот показать. Вы откуда? Он с Грозного. Грозные. Я не с Грозного, я с Вены. Мне просто, как бы, я-то знаю, там, зачем народам, там, нациям, государству нужно. А вот ваше мнение просто очень интересно. Я как Не, бы ну так-то, собираю знаете, это, мнения разных. ну, это уже такое варварское желание людей объединяться в какие-то группы, считать другие группы, которые за их же принципом объединились, варварами. Вот эти группы разрастаются, превращаются сначала А в тебе племена. сколько лет, дружище? А сколько думаете? Сколько тебе лет, брат? Мне скорее Ну, лет интересно. 17. Ну да, именно столько, кстати, вы угадали. Вот. Больше я дал? Нет, вы правильно угадали, типа. Видишь, как я этот, Нострадамус армянский. Да. Сам Аллах вам на ушко нашептал. Так, Мартин, вы мусульманин, это правда? Да. А каким образом, как вы жизнь к этому довела? Я истинный мусульманин во Христе. Господи мой Боже. Как... Я еще трофла не выкупаю. Он из войска Иисуса, алейхиссалам. Не, ну тут какие-то странные люди. Один мне начал рассказывать, зачем нужно государство, другой мне говорит, что он мусульманский христианин. Господи. Ты не видел таких? Что? В России живешь, не знаешь? В России живешь, не знаешь? Войско Христова есть. Ахласюна. Ну что вы сначала На сказали? передовой. А какая у вас первая фраза была, я не услышал. В России живешь и не знаешь, что есть такое войско? Нет, честно говоря, я первый раз слышу. Апти Алаудинова знаешь ты? Он возглавляет... Нет, Апти Алаудинов возглавляет войско Иисуса Христа, алейхиссалам. Я как-то не в теме, если честно. Не знаю. Ну, Апти Айронович Алаудинов. Что-то непонятно, как-то размыто, я так и не понял. Вот зачем русским нужно государство, Ну, государственность? ну вот у вас же есть какое-то государство, к которому вы себя причисляете? Ну, я просто внятного ответа не слышу. А чего невнятно было? Есть Ну, это там я по факту... каких-то я- англичан, там что-то у французов, они вот так, потом не так. Мне вот интересно, русским зачем нужно государство, государственность, ну и независимость. Ну, вот так вот люди устроены, так, не знаю, природа нас ведет к этому, чтобы объединяться, идентичность придумывать себе, разрастаться до размеров какой-то империи. Вы считаете, потихонечку. если тот или иной народ не желает этого, да, вот, не стремится к своей независимости, к своему государству, к государственности, он какой-то неправильный.
Да нет, ну, я бы сказал то, что народ это не что-то разумное в таком масштабе, типа, как будто бы вот и те народы, которые не желают быть каким-то отдельным государством, у них просто этой возможности нет, потому что государство, как только оно начинает иметь каких-то правящую верхушку, например, не знаю, Чечня какая-то, у нее появится армия, типа, она вот отделится от России, она сначала, можно даже заметить, блин, какой бы такой пример, ну, вот тоже Великобритания, как я показывал, типа, вот, сейчас как будто бы не нужна эта независимость, круто живется, ну. Я вот никак не могу, к сожалению, у россиян нормальный, внятный какой-то ответ услышать. Как будто бы вот вам вообще не нужно государство. Оно вам для того, что потому что у французов что-то там, у англичан. Да нет, не то, что Вот. французы, просто вот так вот Для общество складывается. Вот опять-таки, да, потому что общество складывается. А что вот такое государство? Зачем оно нужно? Зачем эта независимость нужна? Вот, например, вы согласны быть внутренним делом Америки или там, я не знаю, Англии, например? Не, ну вообще государство так-то, если вот так вот разобрать, то это не что-то разумное. Как будто. Тут нет какого-то разумного объяснения, Нет, зачем. Но по большей части... Смотрите, еще раз, вот смотрите. Давайте, хорошо, вот с этой стороны зайдем. Вот вы согласны были бы быть внутренним делом Великобритании? Ну, как бы частью Великобритании, быть ее, скажем так, какой-то автономией или республикой? Колония. Ну, конкретно я нет. Ну, возможно, кто-то и да. Колония, это уже у нас получится империя. Мы говорим не о империи, а о современном формате там, государства, да? Вот вы как русские там хотели бы, чтобы русская... Ну, конкретно я нет, я за всех русских не буду говорить. Русская автономия, чтобы была бы в составе там английской, скажем так, United там Kingdom, да, английский. Ну, конкретно я, как Стиви Коттерелл, скажу то, что нет. Ну, какой-то условный русский может и за, я не знаю. Не, ну вообще вот Еще такое раз, ощущение, не как будто... понял, вы согласны быть внутренним делом или нет? Ну, конкретно я нет. А почему можете вот разъяснить хотя бы? Ну, потому что англичане это, ну, типа, то государство, которое сформировалось в Великобритании, это просто варвары, типа, как и любое другое государство, я вообще коммунист, типа. Мне и русское государство не то, что прям нравится. Мне вообще, сама эта концепция Они кажется вроде варварской. неплохо живут, у них нормальная экономика, у них нормальная там цивилизация. Где нормальная экономика? Вы что, смеетесь? Когда у них была нормальная экономика? Нет, Англия... Не, ну типа, ну может номинально и была, но люди этого никогда не чувствовали, не валюту чувствовали. сравните, валюту Великобритании, да, там, что у них там, фунт, там, стерлинг. Короче, вот его как бы по отношению к рублю хотя бы, и даже к доллару можете сравнить. Там вроде... Знаете, есть такое государство на Ближнем Востоке, нефтяное, которое меньше одного только города Москва, и его валюта, она стоит на, сколько там, на 4, ну, короче, на 4 доллара, ну, она, короче, дороже доллара даже. При этом жители этого государства и не то, что прям круто живут, поэтому это как бы ни о чем. Тут скорее нужно считать... Смотрите, давайте так. Вы не согласны быть внутренним делом Великобритании и ее, скажем так, автономией там, или республикой какой-то. Потому что я коммунист, я само понятие государства презираю. Смотри, потому что там экономика плохая, вот так, да? Да не потому что экономика плохая, вообще это только, ну, надуманная причина скорее, типа, на самом деле истинная причина, потому что я само понятие государства презираю, когда один чувак сидит во главе, как какой-то Господь Бог там и правит простыми смертными, типа, мне кажется, эта идея уже и жила себя. То есть вы против государства, да? Ну да. Я коммунист, марксист, ленинист и вообще самое Вы страшное, не что могло быть. хотите вообще, чтобы государство, вот вы не за то, чтобы было там российское... Блин, ну вы достали одно и то же спрашивать. Ну, типа, а какого ответа от меня ожидаете? А где он живет? Хочу Вот где ты понять, живешь? Смотри,
я же поэтому спросил, вам можно политический там вопрос задавать. Да, Вы конечно. говорите, да любой, какой хотите, там туда-сюда. Мне поэтому, Нет. мне нужно честные просто ответы. Не вот так, чтобы там, зачем вы спрашиваете, там уходить. Нет, я хочу просто понять, вот, нужно ли вообще русским независимость, Ну, там, меня государство. типа просто на нервы действует, когда когда у меня одно и то же спрашивают. Я просто с многими русскими, россиянами общался, и никто не может на это ответить никак. Вот, Да тогда что получается? Вот какого это ответа вы государство- ожидаете? Вот это государство, Россия, как бы, оно вообще никому нафиг не нужно там, что ли? Его как бы не русские там создают, там его скажем так, поддерживают. Это... Окей, подождите, вот, какого ответа на ваш вопрос вы ожидаете от русского? Ну, я хочу понять, вот смотрите, вы Ну я сказал, типа, вот вообще, как вы себе представляете идеальный его ответ? Давайте по-другому, если вы там коммунист, там социалист, вот Китайская Народная Республика, КНР, по-моему, да? КНДР. Вот вы готовы быть внутренним делом, это вы про корейскую сейчас, или корейская, хрен с ним, она тоже коммунистическая. Корейская народная, там, демократическая, хотя по сути коммунист, ладно, сейчас мы будем путаться. Китайская Народная Республика. Подождите, Китайская Республика. Они вроде одинаково говорят. Подождите, Китайская Народная Республика, коммунисты. Вы вот хотели бы, чтобы русская там, республика, Россия была автономией Китайской Народной Республики? Ну вы уже спрашивали это на примере с Великобританией. Мой ответ не поменяется то, что вы меняете страну. Великобритания это там сволочи какие-то, у них экономика хреновая. Да не в том это дело, варвары, типа, я не знаю. они демократы, а вот вам коммунисты, социалисты, нормальные ребята из Китая. Во-первых, я бы не хотел, чтобы вы говорили то, что китайцы это какие-то коммунисты, социалисты. Мне кажется, это скорее как пятно на лице коммунизма. Вот. И это как бы государство, которое Карл Маркс как бы презирал. Вам никто не подходит. Вот. У вас Россия сама, она коммунистическая, что ли? Да нет, никогда не была. Тогда получается, тут же хоть название есть в Китае коммунистическое, там. Да боже, сейчас с ума сойду просто, я не знаю, типа. Вот у меня, к сожалению, Подождите, каждый раз какого ответа вы от меня хотите? С русским каждый раз вот понять, зачем русским вообще нужно государство. Никто не может ответить. Да почему? Да потому же почему любому другому этносу? Как? Потому же почему любому другому этносу, народу, не знаю, там даже идеологическим установкам. Зачем другим для другого чего-то это нужно, да, там, например, вот великобританцы, да, как вы говорите, они варвары, им, чтобы варварствовать, это, например. Да, блин, вы реально, мне как-то на нервы даже действуете вот этими одними Русские же не вопросами. варвары. Смотрите, русские не варвары, нормальные там ребята, многие хотят коммунизма, вот как вы. И зачем это государственность, независимость, зачем это? Да вот так вот попытки жить лучше. Ну, смотрите, например, Америка, кто живет, по-вашему, хорошо вот в этом мире? Я бы не сказал. Я бы сказал то, что в таком масштабе, как целая страна, никто не живет. Короче, лучше России никто не живет, да? Нет, далеко не так. В смысле, даже та же Америка, которая, типа, самая экономически развитая по статистике страна в мире, у нее все равно, типа, есть люди, которые пахают на это. Россия по экономике, по правам, там, по каким-то этим живет лучше всех в мире, да? Да я не фанат России, почему меня так стебете насчет этого? Я вообще не патриот, если что. Уворачивайтесь от вопросов. Да почему уворачиваюсь, я не знаю, типа, я со всех сторон ответил. Смотрите, я не собираюсь вас там загонять в угол, мне просто вот интересно мнение, которого я не могу.
Вот как вот точно так, как вы сейчас, все пытаются уворачиваться от этого. Это не здесь. Зачем вы у меня спрашиваете? Окей, я больше не буду вам задавать. Подождите. Что такое уворачиваться от ответа? Это когда я перестаю отвечать на это. Ну, сейчас, смотрите, вот посчитайте просто, сколько я примеров вам привел. Я сначала на примере Великобритании показал, на примере той же России. Вот вы только что привели пример. Это, получается, уже 4 примера был, которые я привел. Мне кажется, это как раз антоним к слову уворачиваться. Ну, не слово, короче, выражение уворачиваться от ответа. И как по мне, вы от меня ожидаете какого-то конкретного ответа. Зачем вот русским, россиянам нужно государство, государственность, независимость? Вы мне не ответили. То есть мы то куда-то полезли к англосаксам. Ну вот так общество работает. Я примеры просто вам приводил. Потом я по-другому попытался вам задать вопрос. Хотели бы вы быть там частью, например, другого государства? Вы как бы не хотите? Почему не хотите? У вас спрашивают, вы не можете. Ибраим, ты лучше Америку не предлагай, то он тогда согласится. Не, ну типа по факту. Нет, я же... Халифат предлагай ему, халифат. Я же спросил у него, какое государство он считает. Видишь, он согласился сразу. Да, я спросил у него, какое государство он считает таким, неплохим таким государством. Ибраим, Более-менее экономика, там, права какие-то. Он уворачивается от этого. Ну, не знаю, типа, мне кажется... короче... Не, ну, типа, я это 2 раза до этого говорил, мне кажется, на этот раз тоже... Я само понятие государства презираю. Поэтому я вас не буду больше, мучить. Ибраим. Вот следующий какой-то, если русский будет здесь в эфире или слышит нас, зайдите, поднимитесь, и вот этот вопрос нам... Мне вот лично хотелось бы услышать. Освобождаешь, Леон, ты уже замучил, честно говоря, извини, мобил всех уже замучил. Тянешь и тянешь. Вообще непонятно, Леон, что происходит. Ты говоришь, что да все, ты даже не слышишь этого русского, когда он тебе отвечает. Свое, и тянешь. Очень... Скажи русский. Дай я задам вопрос этому русскому. Послушай, парень, что за тема, с чего началось и вообще какой вопрос? На чем? Единственное, от тебя за все это время я услышал, что ты вообще никакое государство, ничего такого не признаешь. Там внизу потапай чуть-чуть, потом поднимешься. Не перебивай у нас, когда тема какая-то идет. Да нет, ну мы как будто бы зашли в угол. Меня потроллил, типа меня тут, я не знаю, покритиковал, потом... Оказывается, ты даже не слышал тему здесь. Не, ну это не то, чтобы критика, знаете, это не что-то оскорбительное, чтобы за это можно было кикать. Я не к вам обращаюсь. Вот человек зашел, меня начал критиковать, а потом говорит, что вообще в чем вопрос, о чем у вас тема. Я вообще не пойму, это что за выпад был. Как по мне, он как раз таки хотел это все устаканить. Я того же мнения, что... Можно потапать немного там. Чуть-чуть послушать, о чем тема, потом подняться и уже с новыми силами как-то прокомментировать ситуацию. Ибраим, у меня как бы вот такая мысль появилась. По-моему, решение всех проблем было бы как бы реально присоединение России к Америке, как отдельный штат. Все бы... Не хотят. По факту. Не хотят, они же не хотят. И русские бы согласились, и все бы согласились. Не, любой русский, он, окей, здесь в эфире может, и на себя там тельняшку порвать, не согласиться, там, поругать американцев. Но за кулисами, да, вот за кадром где-то, 99% русских хотели бы в Америку попасть, там, грин-карту получить. Но при всем при этом, после того, как получат карту, как вот в Америке, там, скажем так, немного обустроятся, и начинается там, я русский, вот это вот. Тоже непонятно как-то, зачем это. Может, мы тему поменяем, реформу сделаем, чтобы качать за присоединение, как бы.
Не, на самом деле, если Россия правда присоединится к Америке, это будет та же Россия по факту, потому что Америка сейчас со своими 300 миллионами человек, она уже начинает нищать, то бишь тех денег, которых она награбила за Первую, Вторую мировую, они уже заканчиваются, люди Там нищают, ожидается, недвижимость дорожает, и если Только население будет Америки больше. удвоится, она по сути ничем не будет отличаться от той же России. Я не согласен с тобой. Я там жил, и я не согласен с тобой. Ну, смотрите, у них давайте есть, посмотрим на цифры. у них есть 3 штата, у которых ВВП больше, у каждого штата ВВП больше, чем России, несмотря на все ее ресурсы. Это просто зависит от технологий, от правильного использования ресурсов и других вещей. Россия, к сожалению, этим всем не умеет пользоваться. Но это по факту такие насчет ресурсов вы очень заблуждаетесь. Америка так-то это новая земля. Как-то, ну ладно, не вспомню уже. Но, в общем-то, в Америке тех же нефтяных ресурсов больше, чем во всего остального мира, почти что вдвое. Вы сравните ВВП Калифорнии и Российской Федерации, пожалуйста. Или ВВП Это понятно, Техаса, я с этим не спорю. Нью-Йорка. Вы же понимаете, почему это все так поднялось, потому что в одно время в Европе прокатилось 2 самые кровавые войны во всей истории. В это время весь капитал начал стягиваться в Америку, которая была нейтральной, которая поощряла этот капитал. Стив, это не важно, почему. Важно, что есть сейчас. Как бы. Я говорю про сегодняшний день. GPT-чат не в России. GPT-чат не в России создали, Андропик не в России, как бы OpenAI и Андропик не в России как бы вышел. Многие вещи как бы не в России создаются. Они, да, и даже не в Европе, они создаются в Америке. Нет, в Китае. В Америке. Китай все просто копирует. Копирует. Ну ладно. Смотрите, как вы считаете, вот из-за чего такой великий успех Америки? Неужели из-за, я не знаю даже. Вы просто когда вот так говорите, я это воспринимаю, как когда верующий говорит о том, что вот из-за каких-то невероятных... Стив, вы же сейчас сами сказали, что готовы, как бы, чтобы Россия присоединилась к Америке, а сейчас переобулись и другое, как бы, говорите. Ну это как шутка была, если что. Типа. Это не в каждой шутке есть доля правды, как бы. Если реальный такой вопрос станет, поверьте мне, как бы, если Путин кивнет, все россияне будут не против присоединиться. И все бабки, вот эти, которые там с плакатами там выходят, поддержка Путина, как бы, они все согласятся присоединиться. Не, ну, кстати, конкретно сейчас, когда война в Украине, я бы сказал то, что нет, через года 2, когда уже все забудут за вот эту идентичность русскую, вот тогда, мне кажется, как раз-таки так и будет. Мы через Аляску можем воссоединиться, кстати. Я тоже россиянин, я за присоединение. Стев, не знаю, извиняюсь, там не могу прочитать. Вы английский уже выучили? Английский, на каком-то, не знаю, уровне, чтобы смотреть приколы в ТикТоке. Не то, что выучил, просто вот как-то из-за того, что это очень часто слышу, как-то вот появился какой-то уровень. Стив, вы знаете, что наше население как бы старое, не такое, конечно, как у японцев, но старое, я бы сказал. И население увеличивается за счет иммиграции, и то как бы с трудом. Как вы видите вообще будущее России, как бы, чтобы все превратились генетически в китайцев, или лучше присоединиться к Америке, как думаете? Не, мне кажется, в любом случае, этому миру пизда, как будто бы вот сейчас этот кризис страшный, плюс угроза ядерной войны, сейчас же пропаганда растет во всех странах, тот же Китай, например, честно говоря, мне кажется, что, скорее всего, человечество в планете может вымереть через 100 лет, как будто бы в противном случае, как по мне, это как раз противный случай, если оно выживет, это будет куда хуже вымирание, просто по всем пунктам. Не, кстати, что интересно, Ивраим, что вот реально бы все проблемы бы решились, если бы через Аляску воссоединились бы мы. Ты знаешь, Кубал, Мартин, вы бы тоже бы воссоединились со своими глинделовскими братьями. Как да, послушай, смотри. Были моменты, когда еще Россия там в 2000-х годах же с Европой пыталась, там Евросоюз, не Евросоюз. Они сами
специально начали Европа, ей это не нужно было, чтобы Россия как-то с ними, потому что она бы изнутри бы разрушилась. Как раз таки наоборот. Наоборот, европейцы хотели затащить туда. Нет, они хотели, но там они условия поставили такие, вообще всяческие, короче, невозможные условия. Вы вообще знаете то, что Евросоюз, он как бы, ну, не Евросоюз, скорее это к НАТО относится, но типа, ну, Евросоюз также пал бы за тем же принципом, потому что он как бы создан для противостояния угрозы с Востока, тогда Советскому Союзу, а сейчас России. И помимо этого, Россия бы собрала бы там союзников в Евросоюзе, да, бы в ней, в этот момент, и она бы вышла бы вместе с ними. И разрушилась. Ну, такая теория. Нет, это не так работает. Сколько федеральных этих есть округов? Вообще республик там, я не знаю, в России. Я уже забыл там. Больше Ну, 50? ну что-то около дохуя. Да, много. А ты где живешь, Стиви? Я в Петербурге, в Сталинграде. То есть. Да, Не, всё, Питер, понял. как это, Ленинграде, да. Я думал, может, ты вообще не в России. Многие тут заходят. Не, я патриот своей страны. Правильно, правильно. Вот. А вы? Ну, чё? Я недалеко тоже, я тоже в этих краях. Только минут 10 назад я слышал, как вы говорите, что не патриот, а теперь... Я, если что, очень много угораю, типа, ну, я не знаю, вы как будто бы не выкупаете. Я же когда 16 шучу, лет, да, пацан? я когда же шучу, типа, я вот, и как будто бы даже по голосу заметно, я начинаю как долбоеб говорить. Не, ну молодец, для 17-16 лет соображаешь нормально, брат. Ну, конечно. Когда себе не навредит, умеет выкручиваться. Это... Да, спортом Я не выкручивайся занимаешься. ну реально, я обычно, типа, серьезно говорю, а когда я шучу, я прям, я не знаю, я прям как долбоеб начинаю говорить, типа, мне кажется, это прям заметно. А спортом занимаешься чем-нибудь? Чем занимаешься? Ну, я не знаю, ну, типа, ну, у меня черный пояс по вот этой, по борьбе под одеялом. Этот черный пояс по спирту? Не, вообще-то я не пью, кстати. Да, шучу я. 89 субъектов в России на нынешний день есть. Ну ладно, Представьте. парни, до свидания. Удачи всем. Да, Удачи, давай. Наоборот, Стив. ушел. Хотел у него спросить, наоборот, хотел бы он, чтобы Китай вошел в состав Российской Федерации? Да, мне кажется, он молодой, не понял твой вопрос до конца, если честно. Он не уворачивался, а просто... Прекрасно он понял, просто там, как бы ему приходится уворачиваться. А, брат, жизнь сложная штука. Все хотят, знаешь, вот хорошо жить. Так я почему... Мартин, ты же вот армянин. Извини, я тебя перебил, Кубал. Мартин, ты можешь объяснить, зачем армянам свое национальное государство, независимость, государственность? Объясни подробно, пожалуйста. Ну, брат, в смысле зачем? Ну, мы всю историю боремся за эту независимость. То с Ираном, потом с Османской империей. Вот этот геноцид тоже связан с этим был. Потому что мы хотели свои территории у турков вернуть, Западную Армению. Наша столица же находится сейчас в Турции, истинная столица. Ани называется, Ани. Это женское имя у нас тоже есть, Ани. И вот этот Ереван, это потом позже они признали столицей, ну, потому что не было уже территорий этих, которые были, и вот пришлось Ереван считать столицей. Но изначально Ереван как бы не был столицей, Ани был. Ну, имею в виду, что мы вот эти территории хотели вернуть, а они остальное, за это был геноцид. Всю историю это мы боролись за это. Мы в Османской империи жили хорошо, но нам нужно было связать. Я не про территориально. Вообще, вот как государство, зачем армянам Чтобы нужно культуру свою иметь, чтобы свой язык, культура, все, что как нам нужно, да. Как так же, как любая страна хочет. Вот это вот внятный ответ. Еще можно было подробнее, расширенно разъяснить. Еще вот культура, там, язык, Ну, Да, свои традиции. история. Свои русские не традиции. смогут на это ответить, скорее всего, потому что, я же говорю, там, если разбирать и смотреть... Если они
будут отвечать, то им придется признать и волю других народов, которых они под собственный сапог поджали, понимаешь? Да не, Поэтому они почему? будут Они... цепляться, отмазываться, там, крутить, вилять. А зачем государство? А что это вот так размазано, да, говорить? Не, они свою культуру соблюдают, то, что ихняя, и у них проблем с этим нет. То, что им нравится, они такие делают примерно. Ну-ка вы, что им? Да и, не знаю, если взять Россию, сравнивать с империями... Они делают, как им по кайфу, это понятно, но... Смотри, если сравнивать Российскую империю, даже возьмем империи, да, с Османской империей, с халифатом, эти халифат, Османская империя, они всех исламизировали и заставляя джизиями Понятно, вот всячески. смотри, они... Вот эти народы, что были Ничего с арабами, плохого они не хотят, русские. Россия этого не делала. Они за прям. все, смотри, они за все хорошее. Они христиане даже, вот, вам как бы это не мешает. И при всем при этом вы вот армяне, Армения, вы хотите быть внутренним делом Российской Федерации вот сейчас? Смотри, брат, я говорю, по сравнению с этими империями, Россия культуры не стирала народом. Я тоже об этом говорю. Культуру там же не стирают. Вот арабы, например, полностью всех арабизировали. Опять Вообще ты народы... уходишь от темы. Смотри, они просто супер. Они ни культуру никому не стирают, никому свой язык не навязывают, никого на джихады, короче, не заряжают на войско Иисуса. Это Не просто... любая империя как-то Они просто порабощает. идеальные, не перебивай меня, они идеальные. Вот вы армяне, с ними христиане, да, вот, окей, вы чуть-чуть католики, но все равно христиане. Иисус Христос, там, туда-сюда, Иисус воскресе. Вы хотите быть внутренним делом Российской Федерации? Ну, наша большая часть армян живет в России, в Краснодаре, в Сочи, Нет. Вы как в своя Абхазии. свое государство, как политическое образование, хотите быть одной автономной республикой в составе Российской Федерации? Кто-то хочет, кто-то нет, всё по-разному. Кто-то есть. Вот, например, во время Карабахской войны... Я пока не вижу, что вы хотите, потому что я вижу, Смотри. что вы как раз-таки делаете все, чтобы вот в последнее время, да, раньше многие хотели, там, старики и сейчас хотят, там, Советский Союз вернуть. Но ты, понятно, ты там живешь тоже в таком месте, где четко ответ не дать не можешь. Но вот слушателям, да, которые слушают, вот армяне, они не хотят, вот они христиане, а русские идеальные. Они не войско Иисуса, не джихад, не вот прямо миру несут, мир. И с исламистами борются, никакие Бадр издательства не создают, вахабню не распространяют, вахабистов не делают, исламистов не делают, короче, вот это 1600 мечетей где-то в республиках не строят. Просто идеальный. И все равно вот к этому идеалу армяне почему-то и грузины, и еще сейчас и другие. Не, есть, короче, смотри, армяне есть конкретные, грузины есть тоже, которые конкретно хотят, и такое хотят. Да, я знаю, вот здесь вот... Хотят, какие-то хотят. А пока мы не видим, мы видим... Не, ну в Армении, да, там немножко взгляд другой у народа, а в российских армян другой, в американских армян другой, во Франции другой. Мы вот как у евреев тоже, у них все эти общины. Ты меня извини, вы, как у евреев, не у евреев, вы, я же вижу, вот, ты, понятно, ты там живешь в России, не можешь, как бы, ну, там нормально устроился, всего тебе хорошего, это я понимаю. Но ваше же государство, то есть ваш язык, ваша культура, ваша история, это все у вас на первом месте. То есть это вы сейчас как бы восстанавливаете, укрепляете, храните. Для чего? Для того, чтобы вот свою самоидентичность, свой самобыт, все свое святое, скажем так, да, все свое ценности, все не утратить. Но при этом, вот видишь, тебе с другим, с кем-нибудь, ты говоришь с теми же русскими, ну, русские неплохие же, ну, видите, там, варвары где-то в Англии, а эти арабы там культуру стерли, а эти другое, пятое, десятое. Вот у нас получается Я так, просто не когда люблю ты тему. говоришь этим же народам, тут, ну, давайте тогда. Вот Австрия чеченцев называет как бы внутренним делом Российской Федерации.
А когда Да потому что это территория Российской когда ты Федерации. Австрию назовешь внутренним делом Российской Федерации, они начинают на себе тельняшки рвать. Не, ни за А что. смотри, то же самое, то же Нет, тогда самое. что у нас получится? Зачем нас тогда в это дерьмо все суют? Алло, себе Смотри, брат, место смотри. засуньте эту русню. То же самое территории, да, там, например, грузинские с абхазами, они тоже говорили, что это Нет, себе вот внутренне. эту русню и грузины, и кто хочет, да, вот себе взяли все дружно вместе братскую толпою, взяли и себе эту русню, там, кто ее хочет, запихнули, я извиняюсь. Зачем людям, которые, наоборот, не хотят ее вообще, не желают, борются веками, пытаясь не стать такими же русскими, им все говорят, а вы... Знаешь, смотри, русских. смотри, я тебе приведу момент. Чем отличается, вот, допустим, черкесов и чеченцев история, допустим, да, и дагестанцев? Вот почему в Краснодаре, в Сочи одни черкесы в то время находились, да, а сейчас вот такая тема. История, она тоже как бы борьба Смотри, была, там, смотри, за не перебивай, смотри, смотри. своих Подожди, уничтожить. я не договорю. Я имею в виду, что просто разница в том, что Шамиль и чеченцы, и дагестанцы, они вовремя вот перешли на сторону, да, ну, России, скажем так, да, и поэтому Куда? история пошла по-другому. Если бы не это, сейчас бы как черкесы, непонятно где и кто был бы, и там бы сейчас бы жили бы дагестанцы и армяне. Вот и все. Алло, куда кто перешел? Дагестанцы, армяне. Никуда не перешел. Не вовремя. Не, ну то, что ты говоришь такую позицию, да, обострение, короче, ты такую эту ведешь риторику, это будет вести к тому, что... Никакого обострения нет. Но ты против говоришь. Не, у тебя позиция от Рамзана Ахматовича отличается, правильно? Ты эту не считаешь это так? У него что, есть какая-то позиция своя? У него позиция, что он хочет быть в России, дружить с Россией и все. И поэтому мир А и если процветание. Подожди, а кто у него спрашивает вообще за его позицию? Ну, все, многие чеченцы такой же позиции, как он. А Который те, кто здесь живет. не на этой позиции, им что, дают не быть на этой позиции? Ты пойми, я еще раз говорю, история вот черкесов, они жили в Сочи, в Краснодаре. Они тоже, смотри, не-не-не, ты пойми этот момент. Они боролись. Перебивай, ты не перебивай. У нас есть своя позиция, но нашу позицию никто не слушает. Понимаешь? Вот у нас позиция с 90-х годов, пока еще армяне не знали вообще, кто они, грузины не знали, там, украинцы в 14 году проснулись. У армян 3000 лет истории. Вы не знали, вы там страдали Советским Союзом, мы четко осознавали и четко пытались вылезти из этого болота. И взяв этот весь удар на себя, дали многим республикам уже как бы восстановить свое национальное самосознание. Теперь уже там некоторые немного восстановили это дело, уже выросли поколения, которые по-другому думают, не совковым мышлением, не русским. И не надо говорить, что вы там это там успели, не успели. У нас никто не спрашивает наше мнение. Просто мы самые первые стоим на передовой, да, вот это. Сейчас через нас катком прошлись, сейчас Украина стоит. Но вот если, не дай бог, с Украиной там что-нибудь так, и Грузия, и Армения, по всем, и Азербайджан, вот сейчас мы говорили на моем канале про Азербайджан, почему там ваххабни нету. Будет, ваххабня будет. Если пройдутся катком по Украине, в Азербайджане появятся ваххабиты, которые будут всякие акции, не акции делать. Это без проблем. Их можно спокойно, скажем так, да, наштамповать. Это не проблема. Это можно, когда есть идеологи, подлецы, которые вот этим занимаются. Они всегда там по чувствам каких-то людей проедут и, скажем так, могут в любом народе, в любом государстве нагадить.
Вот я сейчас специально вот у Грока поинтересовался именно русской землей, короче. Это Москва, Владимирская, там область Тверская, там, ну и там еще, короче, +5. А в остальных Грок сам путается из-за того, что, ну, это определение, например, вот русская земля. Как это можно, например, определить, так как он путается из-за того, что в каждой республике этих русских по чуть-чуть везде есть, короче. Вот во всех субъектах, вот этих там 80 там или сколько их там. Вот везде, короче, они там по чуть-чуть есть. Я не люблю эту тему обсуждать вообще. Потому что я тут и нахожусь, и... Ну... Ты в России, да? Да, ну вообще мне эта тема такая, знаешь, бессмысленно это обсуждать. И так все понятно, и... Чё, к чему? Ну, понял, да. Но для вас именно, я так вкратце скажу, для чеченцев, лучше ну, не пытаться повторять то, что вы там в 90-х пытались. Это вам же дороже обойдется. Как черкесы в свое время тоже пытались что-то такое делать. И сейчас где они? Найди их. Так что... Нам повторять вообще-то нечего. Мы по сей день в этом находимся. Всякие Вот и так и надо продолжать. Всякие войска, Размножаться. что здесь в Европе происходит. Мы продолжаем погибать, понимаешь? Лететь в эту пропасть через анестезирование всякое. То есть это не прекращается. Да, извини, Ибрагим. Мартин, ты ошибаешься насчет черкесов, очень сильно ошибаешься, потому что их земли никуда не исчезли. В одной только Турции их там живет больше 3 миллионов. Причем здесь людей. Турция? Я говорю, в Краснодаре, в Сочи они жили. Где сейчас Сочи? Ну, так я тебе об этом и говорю, подвожу. Их больше 3 миллионов живет в Турции. Если они когда-то захотят вернуться, например, и скажут, приедут, ребята, это вот как иудеи на свою землю вернулись, образовали государство. Эти тоже могут приехать и сказать, ребята, это наши земли, показать, где там границы. Да, они приедут, брат, а там уже люди живут. Они могут приехать так же, как ты можешь приехать туда. Могут жить, приехать, они точно так же имеют право на свои земли приехать и объявить об этом, что вот это земля там моего предка. И сказать, давайте Ты веришь езжайте. в это? Не, возможно, не, такое возможно, я тебя спрашиваю, такое возможно или нет? Или как ты считаешь, это возможно? Я считаю, если они придут, гражданство получат нормальным образом. Вот как ты тоже можешь поехать сейчас в Сочи. Прецедент был в Израиле. Есть такое слово прецедент. Когда что-то случается, уже создается прецедент. И, по сути, значит, нету, знаешь, срока годности. Хоть 1000 лет пройдет, там, 1500 лет пройдет. Если условия появятся для такого, поверь мне, там как бы все возможно, я считаю. Зачем вот это, смотри, зачем было... Зачем было вот за этот ислам в те времена вот этим черкесам, там еще кому-то вот так вот бороться с Российской империей, и чтобы их оттуда просто непонятно куда они там уехать в Турцию пришлось. Если можно было остаться, жить и размножаться. Черкесы боролись не за ислам. За независимость не имеет значения. Они могли остаться, жить и размножаться и кайфовать. Не, вам просто вообще повезло, понимаешь? Вы там где-то через нас, пока не пройдут, там где-то сзади находитесь. Не, у нас наоборот. В Российскую империю мы сами в те времена хотели, чтобы она пришла. Мы же... Ну, понятно, вы там от турков. Потому что персы, да, захватили наши территории, нас независимость от персов. Вот Азербайджан тоже был в Персии. Российская империя помогла нам свои... Не, русский царь вел интересную политику, такую христианскую чисто. Он более такую вел. А вот, видишь, что вот Советский Союз... ваше действие, оно нам
навредило. Почему? Потому что, ну, вы тоже как бы жертва всей этой системы, потому что там эти говнюки, турки, там персы к вам лезли. Да. И поэтому вам пришлось... Мы как бы, 800 лет из-за персов в Персии в Русню находились. податься. 800. А когда вы в Русню подались, они через нас попытались катком пройти. И там их тормознули, и там они на 100 лет забуксовали. Не, ну все равно они бы, если бы даже не мы, они все равно бы пришли бы туда, захотели взять эти территории под себя. Они бы пришли. Просто нам это на тот момент сыграло, что помогло от вот этих вот персов выйти из-под контроля персов. И, кстати, Российская империя помогла в том плане, она Западную Армению захватила, нам вернула. Пришли, не пришли, я не знаю, но если бы там кавказцы выработали какой-нибудь механизм и держались бы вместе, там бы ни турки, ни хренурки, никто бы так нам бы вообще полезть не смог. Если бы мы нормально... Да, так вы бы нам бы помогали бы против войны с персами. Нет, вы себе там на Северном Кавказе спокойно в горах жили. Понимаешь? Всем каждый народ сам по себе жил. Там есть совместные какие-то у нас исторические моменты, когда вот этих идущих на нас, ну, я как раз об этом и говорю, что если бы не объединили, вернее, если бы объединились, и как-то Кавказ научился бы сосуществовать и совместно бороться против вот этих, там, никакая ни русня, никакие, ни персы, никто бы там, их духу бы не было. Вот, как бы, черкесов больше, тут 3 миллионов. Вообще, совокупно, если всех черкесов считать, там, да, больше, там, 5, там, 6 миллионов будет. Так, да, но, брат, зачем было им бороться за какую-то свою эту, в итоге потерять все и уехать в Турцию еще куда-то? Жили бы себе... Они могут... Не, я не про это говорю. Я говорю про другое. Они могут работу над ошибками сделать, как бы... Там, через, ну, сейчас там уже каждый 50 пустил. лет. Но они Так корни в Израиле пустили. тоже, так в Израиле тоже пустили, там, я не знаю. Да, они там миллионы распустились. зарабатывают, они не поедут туда обратно. Распустились же, как бы. Алло, черкесы там особо и не сопротивлялись. Черкесы как раз таки, с черкесами произошло то, что по ним, катком по ним прошлись, всякие красные поляны им устроили. Наоборот, если бы они сопротивлялись бы, там бы жертв было бы меньше. В том-то и вся проблема. Да не могло такое быть, слушай, чтобы пришли, знаешь, человек сказал, да, мы с вами хотим дружить, черкесы бы сказали, мы вас принимаем, мы с вами будем одним страной, в империю мы войдем. И они бы, по ним бы катком прошлись. Не бывает так. Мартин, я понимаю, вы уже там облюбовали Краснодар, как бы, да, твою эту волну я понимаю, но как бы надо же исторически смотреть, как бы. Я причем нет, дело не в этом. Мы черкесы, нам братский народ. Ты знаешь об этом? Из кавказцев, вообще всех, черкесы, именно черкесы. Нам, именно армянам, у нас даже с ними есть совместный народ, называется черкесы-армяне, черкесагаи. Напиши. Есть именно северокавказский тип армян, черкесагаи. Они в Краснодаре. Они с ними породнились, с черкесами. И при Екатерине II они там попросили, основали город Армавир. Поэтому называется Армавир. Это армянское название тоже. Вот этот основали армяне, черкесы, вот эти черкесагаи. Они северокавказские армяне, высокие такие, с бородами. На конях, тем более, Мартин. Тем более, мы черкесы, нам братский народ, мы с ними просто, так как мы христиане, мы немножко менее сопротивлялись против. Ну, у черкесов тоже христиане есть. Есть. Вот, пожалуйста, эти абхазы, они есть черкесы-христиане, например. Не, есть отдельные черкесы христиане. Я еще когда в Ставрополе учился там, я семью там знал, которая там, ну, христиане чистые черкесы. Они чистый как бы язык у них, но религия у них другая, там, христианство. Нам все коренные народы Кавказа, все коренные, не пришлые. Пришлые тоже, вот ты, например, Карачай. Вы часть пришлых, потом вы пришли, там смешались, часть пришлого вот этих народов, аланы, там еще кто-то, они смешались с местным населением, с коренным. И вы тоже уже, считай, как бы коренные кавказцы по факту, да?
но все равно у вас часть предков пришла. А вот те, кто Мартин, коренные... армяне тоже пришли. Нет, армяне не кавказцы вообще. Армяне не кавказцы вообще. Нет, Смотри. не, армяне, кавказцы. Армяне, Ну, часть армян там, но мы... Да, и пришлые, и такие. Не, Армения вообще находится, где сейчас в Турции. Вот. Карачаевцы, они туркоязычные стали, как бы, походу. Ну, у них часть вот это пришлых тюрков им навязала язык, который смешалась с ними. Но они на часть пришли народ, на часть. Ну, вот это 1000 лет назад пришли, не сейчас. Вот, имею в виду, что но со всеми коренными народами, это черкесами, чеченцами, дагестанские народы коренные, лезгины, мы с ними имеем общую историю, там 3-4 тысяч лет. По ДНК есть близость и с карачаевцами частично там. Да, вот они смешивались, их часть вот эта, которая пришла, смешалась с местным населением. Сильно как. Поэтому они уже и не тюрки, я их не считаю тюрками. Но они любят кричать, что они тюрки, но они ничего общего с тюрками. На них смотришь, азиатского ни одного нету среди них. Такого. Мартин, ты вот в тюркской теме не разбираешься. Тюрки это не значит турки там, я не знаю, там, или тюрки это азербайджанцы. вообще, да, все тюрки это киргизы, казахи, все они азиаты идут в большинстве, 90%. А остальные уже вот примесь индоевропейскими народами, с европеоидными. Тюрки тоже смешивались изначально появления с европеоидной расой. Они однородными не были, чисто такими тюрками. Они смешивались в себе, растворяли и тоже растворялись в разных таких народах. Поэтому были белые такие, да. Но это опять же, европеоидной расы не может быть тюрок. Монголоидные вообще тюрки все, большинство. И вот эти первые кипчаки. Неправда. Да. Кипчаки, они были не монголоидные. Неправда. Вот, например, киргизы, я читал, не помню, кто там источник был, что когда еще Енисейский этот каганат был, вот этот кыргызский, что вот они были не узкоглазые, они были рыжеволосые. Это потом они смешались с монголами или с кем, я не знаю, короче, и потом они стали такими. Да ладно, Поэтому... брат, киргизов смотришь, у них лица широкие, такие узкоглазые глаза у них. Они хорошие люди. Слушай, у них есть этот R1A, этот ген, но они узкоглазые. Что ты об этом скажешь? Большинство у них там, по-моему, 50% или сколько там, 40% имеет этот ген. А что, они только узкоглазые? Все тюркские возьми, кого хочешь, узбеков, казахов, татаров. Даже татары, они из них более-менее такие немножко, но они тоже такие, как бы видно, у них вот эта татарская внешность, азиатская небольшая есть. Все они, тюркские народы, в большинстве на 90% азиатского. Даже кто-то меньше, кто-то больше. У кого-то это больше проявляется. Но все равно не кавказская у них внешность. А карачаевцы, смотришь, они белые. Кожа белая, лицо, борода рыжая, как у чеченцев, как у вот этих кавказских народов. Вот ты сам белый? Ну да. Вот. Понимаешь, вы именно какая-то часть там тюркская есть у вас, но в большинстве вы смешаны очень сильно с коренными. Это с грузинскими там народами, с этими сванами. Вы смешаны с вайнахами, смешаны с дагестанскими разными этими. Понимаешь? Все, Мартин, давай ты этот не историк, пожалуйста, оставь этот карачаевцев, оставь в покое. Да, я просто разначиваюсь за это. Но я имею в виду к чему? Что у вас борьба идет вообще с этими, с черкесами, да? У вас там в республике тоже Карачаево, Черкесия, вы там вечно, кто из вас там? Не, там нету никакой борьбы. У нас борьба идет только с вот этими бородатыми, этими мамкиными ваххабитами. Вот и все. Больше никаких проблем там нету. Так же, как у ингушей и у осетинов, скажем так, свои моменты есть терки. Также у вас есть какие-то свои терки. Но нам ближе исконно. Настолько нету, ну да, но все равно, брат, они там попробуй ты что-то лишнее сделай. Сразу там стрелки у них, еще что-то. Вечно дерутся на кулаках, еще что-то. Если взять в этом плане, например, вот как бы нам ближе черкесы именно. Вот все вот эти коренные именно, чисто коренные народы нам родственны, именно армянам. Это и чеченцы, и дагестанские коренные народы, черкесы, потом там албанцы, кстати, очень близки были.
Албанцы это лезгины, там цахуры, вот эти народы лезгинские. Кстати, из них есть такой народ удины, до сих пор христиане. Мартин, ты ДНК сдавал? Тест. Не сдавал, но у меня, не знаю, ну нет, интересно, но может сдам. Но у меня, может быть, и есть и ваши гены. Я похож на вас, такой белый. Меня путают постоянно. Гаплогруппа вот какая, не знаешь ты, да? Ну, у тебя Нет. там двоюродные, троюродные братья. Кто-нибудь сдавал? Честно сказать, даже не интересовался. Ну, надо будет спросить, посмотреть. Мне говорили сдать, да, это 15 тысяч рублей стоит, мне просто что-то как-то впадло идти, этим заниматься. Недорого стоит, что там сдать. Есть общий какой-то этот, когда прям по полочкам там все, есть такой более краткий. Вот как в Америке с этим хорошо, там прям тебе покупаешь на Амазоне этот тест, тебе там отправляют, ты его обратно там у себя закинул в почту, когда сделал, и потом тебе результаты приходят. Или даже ты можешь зайти там в свой личный кабинет и посмотреть результаты там на их У сайте. меня есть, я там сдавал тоже. По почте вот это присылают тебе этот тампончик, там помазок, чтобы ты наскреб щеку с внутренней стороны, потом это в колбочку, в тюбик опускаешь и отсылаешь. Если так, то здесь тоже есть на Озоне, по-любому. Здесь все то же самое, что вот там то же самое здесь есть. Нам посмотрю на Озоне, может такая же система. Они отправят тесты, а также обратно. Кстати, заметьте, вот эти как бы сейчас инструменты, они вполне могут определить, например, в народе, кто там реально относится к твоей национальности, а кто нет, кто там пришел, когда пришел, в принципе, там. Можно прям глубоко там даже через науку определить, кем были предки там у человека. Я считаю, это с одной стороны хорошо как бы. Вон есть разные цены от 5000 до 80 чем-то на Озоне тест. Это нормальная тема. Там Озон, Мазон тебе не нужен. Прям туда заходишь к ним на сайт, регистрируешься. Где бы ты там не был, в России, в Мухосранске, я не знаю, в Арабистане, без разницы. Они тебе туда присылают этот конверт. Это сейчас санкции, эта тема, они этот везде не пришлют. Ну, не знаю. Ну, в Армению там можно прислать и оттуда переслать. Как. Да, здесь тоже могут сделать. Слушай, тут ученые генетики такие есть в России. Они тебе любой анализ. Там проблема в том, что у этих это все на рельсы поставлено. И вот этот... и дешево это получается, да? И у них уже это отработано все. И плюс ты в общаке вот этом как бы туда заходишь, и все, кто там сдавали, они у тебя высвечиваются. Все близкие тебе, которые там рядом, короче, стоят. Вот такая тема. Да, тут то же самое есть, я говорю, разных цен. Недорогие есть, а до дорогих эти тесты. А потом посмотрю получше. Но у меня будет примерно, я уже не представляю, что там, ничего такого особенного. Гены кавказские будут и какие-нибудь этих испанцев каких-нибудь. Итальянцев, может быть, часть. Мы же в Римской империи были, у меня даже имя римское. Конкретно там с ними. Нам вообще близки генетически. Мартин, кстати, замечал, что вот, например, ереванские, это я заметил в Америке, ереванские, там вообще с Арменией армяне, и вообще армяне с России, там, и с Украины.
очень разные как бы ментально там, кто вот вырос в России, они как, ну, вот своеобразные, как вот что-то вот с русской культурой, то, что в России, например, с русского мира, короче, а те, что с Армении, там Ну, совершенно конечно. другие. Так там, знаешь как? Смотри, армяне сами по себе есть там разные немножко. Сасунские армяне, это которые там в Киликии, в этих территориях, где в Турции сейчас находятся, крестоносцами были там туда-сюда. Их династические, царские династии были крестоносцев, там целая эта история. Потом карские армяне там, да, вот это Эрзурум, вот эти, как называется этот город? Короче, там грузины жили, армяне и греки, а эти понтийские, они тоже разные. Например, в Киликии много евреев жило, греков, армян. Там другие тоже немножко армяне. И геном, и всячески такие разные моменты. В Ахаркалакске они другие. Амшенские, вот то, что в Абхазии, они тоже немножко другие. Но они все армяне, как бы себя считают. Вот то же самое, как этих евреев, возьми Ашкеназ, там еще что-то, да. Они тоже там между собой отличия имеют, но они все евреи. Так и это. У нас тоже такое отличие есть. И помимо этого еще и он, если жил в России, переехал. Помимо того, что там разные гены где-то откуда смотря. Например, краснодарские армяне, большинство это амшенцы. Амшенские армяне, кто туда переехал. В Абхазии амшенские армяне. Вот это все побережье российское. Амшенские больше там. Они другие немножко. И у них язык свой, диалект такой. Даже я не понимаю, когда они говорят быстро. Только единственный диалект я не могу нормально понять. Ихний. Остальные диалекты все армянские. Харкалакские, карабахских армян, там, бакинских, там, не знаю. Все диалекты я понимаю. Вот такие моменты есть, разница такая есть. Еще и плюс он в Россию, если переехал, с детства жил, он там уже российский, какие-то у него менталитет плюс прибавляется к этому. Если в Америку уехала, он уже американизированный такой. Да, они все отличаются. Но в Америке тоже много амшенских, из Турции армян именно. Трабзонских таких, из Еревана, с этих краев не очень много. Именно из Турции, Западной Армении. Когда вот геноцид был, они все, кто куда уехал. Часть в Америку уехала тоже. Сирийских армян много в Америку тоже уехало. Из Сирии. Так из Персии тоже иранские армяне уехали. Да, многие. Так что... Но в Америке очень крепкие армяне. Там кто-то вот эти районы, когда попадает, удивляется. Мужественные такие, крепкие, сами по себе здоровые такие все. Удивляются, блин. Те американцы, там что-то лишнее кто-то сделает, они ему, блин. Наша же армянская, это входит в мексиканскую банду. Криминальная банда есть своя. Называется Armenian Power 13. А МС-13 есть такая мексиканская мара, Сальватручис муравьи. Мексиканские муравьи. Вот армянская входит в ихнюю эту дочерняя, как это, банды этой. И они самые лютые, жесткие. Ты видел картели мексиканские, когда там видео всякое делают? Жесткие. Я там более интересные вещи видел, как, например, там армяне переоделись в этот... Медведя. В одежду, в медведя, да, короче, этот... С евреями, там евреи. И еще Rolls-Royce поцарапали, короче, и хотели со страховой, там, я не помню, сколько там было. Это при мне было, короче. Это, не имею в виду, вот я там жил в ЛА, эти новости там прям вот соседчили, короче. Было, что медведь, короче, какой-то непонятный ходит, как человек. И что интересно, они, представляешь, Ибраим, они, короче, эту шкуру, короче, не выкинули, там, не сожгли, они ее дома держали, короче, с поличным там. Эту шкуру. А знаешь, со страховкой тоже тема была. Армений там один автолидер, короче, приехал в Америку. Он там организовал в Лос-Анджелесе и везде по всему побережью, вообще по всей чуть ли не Америке, там по Нью-Йорке, везде. По медицинскую эту страховки получал на 200 с чем-то миллионов долларов, короче, получил страховки. Делал типа якобы там лечение на мертвых людей, которых нет живых. Открывали какие-то эти
Поднимите этого бурака, этот Джошуа Игнасио Лопес. Чуть-чуть разрядим эту тему. Они поймали вот этот министр, не помню какого штата, он говорит, ребята, говорит, итальянская мафия, там, мексиканцы, там, этим черным, всем говорит, вы должны брать пример, такого еще не было. Ни одного человека не убили, но кинули на 200 с чем-то миллионов долларов. Вот это, говорит, все банды должны позавидовать этому мастерству, вот этим международным жуликам. Там целый бизнес организовали, 300 врачей каких-то фальшивых сделали там с образованиями, которые там подавали в страховку, что деньги типа вы выплачиваете за больных, а больных нету вообще никаких. На имена мертвых, которые уже там 200 лет назад. Они, честно сказать, они вообще там обнаглели уже в том смысле, что они прям в открытую... Вот я сам как бы в одной из... присутствовал как бы, да, теме и видел, что они прям уже в открытую там по WhatsApp там разговаривают, короче. Там, все там, короче, не скрывая делают уже на пофиг. Эту лавочку уже там прикрывают. Таких поймали, его поймали же, этого главного. Его даже не осудили, ему дали там какой-то срок. Он все деньги забрали, просто его выпустили. Да там главных нету, там все шапы этим занимаются со страховкой. Это да, это сейчас, но в тот момент он организовал. В тот момент еще этого не было так развито. Это после него начали вот так вот. Он чисто систему организовал, у него там 300 человек работало конкретно. Целую эту систему. Там он людей с разных стран туда, короче, в Америку привозил. Но не он лично, он главный самый. Там люди у него были, они всех привезли туда, организовали, короче. В итоге его поймали. Армен, как его фамилия? Армен Аруцунян, по-моему, или как его? Пазо у него погоняло. Пазо. Он сейчас в Армении вроде бы, сейчас не знаю, где он. Вот этого Куфера Иглесиаса поднимите наверх. Не, Куфера Игнасио, точнее. Хотя таких тоже поднимать придурков не нужно, наверное. Мне, может, нормальные люди, что-то. Там, знаешь, как в Америке? Ты вот в Лос-Анджелесе, допустим, живешь, какой-то что-то делаешь там, допустим, ну, всякое, короче, да, там, криминальными чем-то занимается кто-нибудь, да. К нему мексиканцы приходят, говорят, ну, молодец, делаешь, что делаешь, молодец, мы знаем за тебя, что ты делаешь, ты нас не обманешь, типа. Плати, короче, вот столько-то денег, 20% того, что ты получаешь за свою деятельность. И все, проблем не будет. Мы тебе поможем тоже. Ну, там в каждом районе есть свой мексиканец, например, кто там главный. Ибраим, ты знаешь, что оказывается, у узбеков, короче, и, по-моему, таджиков Бача-Бази, Бача-Бази, короче, были до Советского Союза. Я сам удивился, когда узнал. Вообще, откуда этот феномен с бачой, короче, вышел? Почему они именно в мусульманских странах? Да они именно везде были те, кто любят молодых мальчиков. Безбородые, там, в раю, это не просто так же. Просто да, сейчас, в последнее время, вот, начали эту тему пытаться реформировать или, скажем так, умалчивать ее, завуалированно вот так преподносить. Везде, да, сейчас везде, в Европе, что ли, нет всякие олигархи, они любят таких молодых мальчиков, таких хороших, ну, видишь, сладких, да? Это везде было, это не в религии дело. Аузубилля, Мартин, подожди. Это не в религии, это везде есть такое. Это все люди одинаковые, хоть это исламская страна. Что нового, Мартин? Латентность, как бы завуалированно пытаешься оправдать. Нет, я не латентный. Слушай, я к таким вещам не отношусь. Я тебе просто говорю, что это везде есть. Я не про ориентацию, я про религиозные убеждения. Нет, ну потому что, брат, ну это неправда. Ты именно на ислам катите. Если бы это так было бы, чисто так. А почему в христианских, сколько я знаю, всякие люди, есть богачи там, да, разных наций, всех наций причем. Есть, они любят молодых таких этих, ну,
Это что? Это при чем тут И у ислам? вас институт бачей был или не был? У нас нет, конечно. Ну, а вот я говорю, что в мусульманских странах и институт бачей развит, как бы. Там эти бачи были как наложницы, как бы вот в Азербайджане Ну, это в исламских- статусно было. Оказывается. Оказывается. Бачами называют. Других называют там просто молодыми этими студентами. Так там хорошими. официально, смотри, я вот этот Грок мне рассказал, что, говорит, там иметь своего бачу, там, наложника, короче, это было престижно и статусно, короче, когда вот такие там, ну, престижные люди должны были иметь там престижного бачу, короче, под боком. Наложника, короче. Именно это в мусульманских. У них этот тогда ислам, все такое, короче, было. Почему-то в других странах такого не было, как бы. Я не слышал, например. В Узбекистане есть. У вас нету, не было, например. Мы же хотим узнать, почему так. Да, брат, это да. У них просто такая именно культура. Таким образом это. А в Европе, например, просто клубы всяких там ЛГБТшников. Таких, да. Тема Здесь всё тоже- не в разврате, не в ЛДПРовцах, не в этом. Это понятно там, что Называется по-разному. Там Бача-Бази называется, там называется... Кого угодно можно найти в развратном обществе. Тут тема не об этом. Тут тема о том, что именно в исламском мире, если бы эта тема была запретная, да, вот как запрет на прелюбодеяние, блудничество, как запрет там, все ходят с бородами, да, там, в хиджабах там и так далее. А почему бачебазийство, оно распространено? Я говорю, потому что крупные шишки, министры, всякие такие исламские лидеры сильные были. И которые... Македонского возьми, например, он что, он тоже любитель этой истории. Подожди, здесь не об этом речь идет. Речь идет там никакие не правители. Что, бачебазисты в Афганистане, это правители, что ли? Ты думаешь, что правители этому не поощряют? Если правители, они скажут всех казнить. Это поощряется, это как раз Вот. таки в исламе поощряется. И Это везде поощряется. С первого дня, как люди появились. Подожди, в христианстве что, тоже есть бачебазизм? А я тебе говорю, с первого дня, как люди вообще появились, эти люди были. Еще раз, от вопроса не уходи. В христианстве бачебазизм есть? Нет, в христианстве и крестоносцам нельзя быть, ходить за Иисуса, убить кого-то. Это тоже нельзя. Про Люди были. бачебазистов сказано вообще в христианстве? Да. Нет, не сказано. Плохо, нехорошо, никак, да? Мартин, ты чересчур, по-моему, часто общаешься с нашими Ахлю-Сунна братьями, что ты, короче, потихонечку тебя перепрошили. У меня? Да. Не, я с первого дня, и у меня ко всем религиям есть своя такая как бы симпатия. Я и иудаизм изначально изучал сам, и потом христианство больше, и ислам изучал. Но я христианин как бы себя считаю. Но просто когда несправедливо в одну сторону тупо катят, вот таким несправедливым, сейчас говорит, что там только бачи-бази есть, у христиан или у остальных религий нету. Я Это у не тебя так. поэтому спрашиваю, в христианстве есть вот эти вот, в католическая церковь, там Подожди, а в бачебазисты. исламе, в Коране Там, там есть это? Часто бачебазистов застукивают, то есть он... Смотри, в много самой слов. религии есть это, в исламской? Именно, чтобы сама религия как-то написано, что... В раю у тебя будет 1000 Но это в бачебазистов. раю. Я имею в виду вот здесь вот. Может быть такое по исламу? Сейчас я Нет. тебе Ибн Таймиевские, шафиитские, хочешь вот это прокручу? Давай сейчас, один момент.
С первого дня появления человечества во всех религиях были эти всякие геи, вот это вся, и молодые, и мальчики, и девочки, проституция, это все было. И хоть эта религия не меняет суть, это есть и будет. Смотри, слушаешь ты? Да. Сейчас один... Чаю. Я не одобряю все, Не что связано. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Понял, да? Вот видишь, ислам против этого, видишь? Это говорит о чем? О том, что люди сами, там петухи были, которые хотели... Там тебе сказано, что нельзя смотреть на безбородого юношу с вожделением. Да, вот. Я и говорю, ислам против, видишь? Алло, какой против? Ты что, без вожделения не можешь на пацана смотреть, что ли? Ты что? Алло, 29. В смысле, ты сейчас прочитал, не дозволяется смотреть с вожделением на пацана. Еще раз слушай, с вожделением или без вожделения, без разницы. Ты слушаешь? Давай еще раз включи-ка. Микрофон включи сначала. Да, включаю. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает и исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он... Когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Да, с вожделением можно в исключениях, короче, смотреть этот... И с вожделением, и без можно, если ты в исключительных моментах. А так То же нельзя самое. смотреть. То же самое. Еще раз Смотри. повторяю, нельзя смотреть на красивого юношу безбородого, а также Все- нельзя смотреть на некрасивого, но с вожделением. Ты понял? Вообще, вот это... Да, но суть он там может неправильно выражать. Суть какая, смотри. Плюнуть надо, понимаешь? Вот это. Смотри, суть какая этого слова. Суть в том, что, например, вот какая девушка, допустим, есть, да. Я, например, допустим, гинеколог работаю, допустим. Она приходит, ну, я смотрю ее, лечу, как бы в этом плане я могу на нее смотреть. Но это не значит, что... Здесь девушка, алло, 29, ты что? Да какая разница, но он гомик, не может... Брат, давай не будем сейчас этот... Я тебе объясняю, там имеется в виду, что он не может смотреть на парня симпатичного, с вожделением, с желанием с каким-то. Но если он его учит исламу, он может смотреть, это уже дозволяется. Чему-то В его бизнесе обучать. тоже. Бизнес там и другие. Мартин, у тебя что? Это то же самое, как он работает где-то, к нему клиент пришел. Я не понял, латентное. Братан, ты, не знаю, ты сам слушаешь. Я тебя не оскорбляю, ты говоришь, что это нормально. Я не говорю, что это нормально. Там имеется в виду, еще раз говорю, я, например, допустим, в магазине работаю, допустим. Когда ко мне приходит какой-нибудь гомик, там даже, допустим, ну, у меня нету чувств таких, да, к парням, да, допустим. Но если бы он пришел по работе, на него можно смотреть. Ну, ты должен смотреть, он по работе твоей какой-то, да, приходит, это как клиент твой. Но не больше этого, чисто по рабочим моментам, тебе приходится на него смотреть, это дозволяется. Но не дозволяется просто на него любоваться, там его трогать, еще что-то. Это уже запрещено. Блин, короче, тебе Что ты... больше вопросов нет. Бог упал, ты объясни, брат. Ты как понял это? Я понял это, что там есть что-то нехорошее, которое в бачо-базю превращается.
Я это Не, так ислам вижу, с точки что просто зрения- так, знаешь, без искры огонь не возникает, как бы, да, и Есть. поэтому с воздуха это не появляется какашка. Смотри, есть люди, у которых есть симпатия, допустим, да, к мужчинам, допустим. Вот есть они в голове по-другому. Вот ты смотришь на девушку, она красивая, ты возбуждаешься, она тебе нравится. У них, наоборот, на какого-то симпатичного парня они смотрят, и там ислам говорит ему, ты не можешь смотреть вот так вот просто на него и как-то от этого удовольствие получать. Но если ты обучаешь его чему-то, и ты должен уже смотреть, ну, это как твоя работа какая-то, тогда можешь смотреть. Но не в плане там возбуждаться с ним или еще что-то там, а просто именно по делу, Маршал, который ты обучаешь. хорошо, Вот и я все. понял. Все Вот смотри, четко говорится. Привет. а какая разница смотреть, не смотреть? Какая разница, когда ты в душе, в своем сердце, в мыслях понятие смотреть или не смотреть? Запрет или же не запрет? Артем, Вот в чем смысл. Ты безбородый? Извиняюсь за вопрос. Я с бородой. Небольшой, но с бородой. А вот безбородые, которые вокруг тебя ходят, прикинь, ты не можешь на них смотреть с вожделением или без. Ты понимаешь, это сущность, это во всех нациях есть такие люди, всякие гомики, да? Ну, кто-то так смотрит с вожделением, ему нравится этот, допустим, мальчики, да? Но это, это природа человеческая, такие люди есть, блядь. И миллион, ну, сколько человечества существует, они есть. А там про них им пишется, что если по какому-то делу... Мы, как это сказать, мы сейчас не говорим, что, типа, как это сказать, мы не с позиции, там, против, там, ЛДПР, а мы с позиции того, что как ислам смотрит на это, как бы. А что ислам смотрит Понимаешь? здесь плохо, неправильно? Что здесь? Поясни ты мне, Хубал, просто Ибрагим начинает не так. Вот и объясни, что здесь сказано было неправильно. Вот объясни мне. Не, а почему Ты это же вообще говоришь, говорится? Ты смысл не понимаешь, что ли? Я понимаю, что есть отдельные такие персонажи, которые на мужчин смотрят. Она им и говорит, не смотрите на них с вожделением, но можете смотреть, если вы работаете, но не с вожделением, а как в рабочем процессе. По-любому тебе Почему? придется его смотреть. Ёлки-палки, ты что не понимаешь? Почему вообще это говорится тебе? Это Да потому пытаются что есть донести? эти люди. Есть эти люди, как-то надо им объяснить, что как правильно себя вести. Есть петухи, короче, да, и там, и там, и Мы там. не про больных людей говорим. Послушай, мы не про джазы там. Мы не про больных людей говорим. Да, может, там через лабораторию кололи под ковидом, мысли остановили людей, там всех вот прямо это самое, загнали в калду, да, вот, как баранов. Всех людей. Мы не про это. А что он несет? Что он несет? Вот тебе Ну, там объясняю. объясняется, брат. Там он объясняет четко и ясно. Не У смотри. вас говорят попы, у вас попы говорят так? Ну да. А у нас тоже запрещено это, да? Не, Конечно, говорят они, я тебе говорю, они говорят вот так. У нас говорят вообще, у нас говорят и к девушкам, и к парням, если не твоя жена, ты не имеешь права с вожделением смотреть даже. Если ты даже в мыслях сделал, то ты, считай, уже переспал с ним или с ней. Это уже грех тебе засчитывается. Даже ты просто вот так вот... Мартин, оставим, ты исламолюбом стал. Оставим Я не этот исламолюб, я тебе говорю, по-христиански, смотри, Иисус сказал, если ты смотришь на девушку или на человека, да, с вожделением, то ты уже прелюбодействовал. Не обязательно сделать этот грех. Даже в мыслях то, что ты допустил, по-христиански, ты уже себе считается, что ты это сделал, считай. Но к мужчинам там вообще запрет конкретный, вообще как-либо. Даже вплоть до того, что очень жестко написано, что они будут. Ну там. Здравствуйте. Опять за свое. Меня слышно? Да, добрый день. Ну хорошо, ладно, так выйдем с этого и зацепимся на национальности, да, вот. И национальные характеры, да, вот. У всех есть свои национальные
характеры, да, вот это, законы, да, вот у всех наций. Вот у тебя да, женщинам и к мужчинам нельзя, да, вот с вожделением там обращаться или все, только по необходимости, опять же. Нет, только по жене. говоришь, Жене. Если есть у тебя клиент. необходимость, женись и все. Если у тебя есть необходимость, нужно жениться, и тогда можешь женой только. По-христиански так. Вот Мартин самый честный, браво. Да, стопудово. Посмотрел, женись. А, если вот ты не можешь себя сдерживать, в христианстве так говорится, если ты не можешь себя сдерживать, Железная логика, браво, браво. это христианская Мартин. логика, это не моя. Смотреть на каких-то женщин с вожделением, это понятно. То есть ты там начинаешь фантазировать и так далее. А при чем тут безбородые мальчики с вожделением или без на них Они смотреть? симпатичнее, чем бородатые, походу. Не, просто когда видишь безбородых таких молодых, смотри. На бородатых там уже, на кончине, какие-то, например, бородатые. Кому-то бородатый может нравиться, да, согласен. Смотри, просто такие молодые такие, они послушные более, безбородый, молодой. Всегда молодую и девушку, и парня, там, лет 17, молодого. И любого, да, молодого человека или девушку молодую. Всегда легче склонить взрослому. Ну, типа, безбородный мусульманин, я так понимаю, что это типа, еще не Нет. вступил в ислам, или что? Не, он Не вступил в молодой, религию, его- или как? Он молодой, он подчиняется как старшему. Его легче воспользоваться им. Да? И там именно поэтому приводится примерно безбородого молодого, что он, как ты как старший, ты его можешь склонить Хорошо. и как бы способ. Ну. Ага. Хорошо. А у кого уже борода выросла, они уже начали краситься, ну, бороду красят, брови, ресницы, там, под глазами, все они красят. Тогда как же, с бородой они уже все, некуда ему деваться без бороды. Так что, на красавчика тоже нельзя, да, без вожделения, там, или как ты? Ну это там понимаешь? то, что вот я не знаю, я не изучал это, но то, что Ибрагим сейчас включал, там конкретно говорится, не смотри, одним словом, на мужчину с вожделением, с какими-то этим. Но ты можешь с ним, и вообще не смотри на него вообще. Смотри, там говорится, вот то, что он сейчас включал. Ага. Не смотри с вожделением, вообще не смотри на мужчину. Это другими словами. С другим. Смотри. 29-й, там о мальчике сказано, безбородый. Да, но это я тебе общее говорю. Смотри, имеется в виду что? Я так понял это. Не смотри на мужчину по-другому, как на девушек смотришь с желанием. Не смотри. Вообще, отойди, уйди, не смотри на него, если ты не можешь себя сдерживать, да, другими словами. Но, если ты обязан на него смотреть, ты там какой-то имам, а он пришел к тебе... Нет. Тут Но уже если можно у тебя смотреть, есть но не вожделение, рядом. то с вожделение применяй к женщине, а не к мужчине. Это понятно, это с жене, да, это само собой. Но там... Всегда вопрос, на ишака можно смотреть с вожделением, например? При Нет, условии, что ты сам ишак. А я не понимаю, что за мода. Вот вы все сидите и описываете, как на мужчину можно смотреть, как и на мужчину нельзя смотреть с позиции мусульманства. А я не понимаю, почему у вас нет понятия, что на женщину, может быть, смотреть нельзя или можно смотреть? Почему вы применяете мужчину, парня, к себе, к мужчинам? Я не понимаю этого. Они Это просто для меня как-то хотят странно. они хотят на ислам это Зачем сделать. обсуждать, нужно ли по правилам смотреть с вожделением на мужчину? И вообще этот вопрос почему у вас стоит? Вы мужчина или вы действительно я очень извиняюсь. Зачем это вообще обсуждать? И где-то это описывается. Это просто Вот бред это, какой-то. извините, вот этого выкиньте, урода, он там загрязняет в чат. Выкиньте, пожалуйста. Пусть пишут, люди же приносят нам свою информацию, и мы ее как бы обсуждаем здесь. Но я вот пришла понять, почему именно в мусульманстве описывается, что на мужчину нельзя, на парня нельзя смотреть. Почему там не ставлено слово женщина, девушка? Я не понимаю. Для вас и для мужчин это Вы в исламе завидуете, норма да, что смотреть можно на мужчину? смотрят? Вы завидуете, Типа да, это что- норма? Это, Вам Это вам ненормативно, обидно, да, мне что на вас не кажется. смотрят, на мужчина не смотрят, да? по-моему, это получается так. Это, Но по-моему, мне, по получается крайней мере, так. это странно понимать даже. Вот, Не, смотри, мы тему поэтому- начали.
Да, еще извини, брат, как тебя зовут, чтобы я не читал твой ник? Акборс. Смотри, я хотел добавить вот нашей гости новой, что почему мы эту тему затронули. Мы хотим выяснить, откуда истоки Бача-Бази. Оказывается, Бача-Бази не только в Афганистане, оказывается, было. Оно было еще в Узбекистане, в Таджикистане. Вот до Советского Союза у них это считалось каким-то статусным делом иметь своего бачу-наложника, как бы. Кто-нибудь знает вот конкретно, что это за словосочетание? Я не могу понять. Я его слышу, но я не могу понять. Бача это маленький мальчик. Это течение или что это? Религия, что это? Это человек. Кто это, что это? Это борьба. В исламской стране. Знаешь, какая? Я тебе немного объясню, может. Смотри. Мужчины отбирают у женщин женственность. Вот что получается. И все. Вот что они и несут. Понятно. Да. Они были, брат, всегда. Но это неправильно. Конкуренция. Это есть, люди, есть ошибки. Ошибки природы. Потому как, если по писаниям судить, да, нормативно соприкасаться с женщиной, да, а не с мужчиной, и не наоборот. То есть не себе подобному, как полу, да, а нужно к противоположному полу тянуться, а не на мужчин смотреть. Иначе нет развития. Так нет там потомства. Он то, что включил, то, что в исламе говорится, там это и говорится, не смотри на мужчин вообще никак. Вот с такими мыслями не смотри. Да. Ну, если с ты не можешь... якобы, да? Смотри на женщину, а не на мужчину. Да, но если тогда ты это не правильно. Если ты не можешь не смотреть там по рабочему какому-то, ты там, например, служитель или кто-то, но человек приходит, ты не можешь ему сказать, слушай, я не могу на тебя смотреть, взять и убежать. Тогда дозволяется тебе смотреть, но без лишнего. А в процессе работы, или там ты его учишь какому-то учению, но без лишнего. Только в этом смотри по рабочим моментам. Все четко там было. Вот это все делается, чтобы мужчина забыл братство, дружество среди мужчин. Да? Вот, например, тебя ранили, а я не могу тебе помочь. Если женщину ранят, да, женщина тоже сейчас в армии, там, воюет, все такое. Если ее ранят, то я могу к ней подойти. А к мужчине, как к своему брату, там, помочь. Ну ладно, давайте не лукавить и здраво рассуждать. Ну а что, вас родители, для этого книжка нужна? Вас не воспитывали, как вести себя с женщинами, как с мужчинами, как с девочками, как с мальчиками? По-моему, нас всех с детства учат, да? А вы еврейка? То есть мораль у нас у всех присутствует. Несмотря на то, что написано там в книжках, и какой-то мудрец там написал вам правила, инструкцию к таблеткам от кашля. Вы что, сами не знаете, как себя вести? Честное слово. Я думаю, мы все знаем, как вести себя по отношению друг к другу. Они говорят, откуда появилось вот это понятие, бачи-бази. Я объясню. Смотри, ислам против этого, реально конкретно, и то, что ты сейчас включал, там конкретно говорится, что он против. Но люди, испорченность их, все равно они любят вот этих, некоторые гомики, они любят эти темы. И они сделали вот этот клуб, как бачи-бази, и это одобряют. Это люди от себя делают. Насколько запрещает ислам, сейчас мы узнаем точно. Секундочку. Типа, кто, если не мы, да? Обкашлять это все дело. В Афганистане вышел новый закон, что дозволяется бачи-бази. Пожалуйста, Ибрahim или Хубас. Не, насчет Бача-Бази не знаю. Приняли. Не, насчет Бача-Бази не знаю, но в 26-м году в мае приняли закон с 9-летними, там, 8-летними девочками, то, что можно выдавать. Про Бачу не слышал, честно, уточню. А что там? Напиши, что прочитайте. Это самое смешное. Где там в раю написано, что будут мальчики? Типа гули. Вот это, где написано? Вот это интересно. Сейчас, я истоки Бача-Бази ищу, секундочку.
Да это люди под себя Так хотят. Бачабази это статус? Это типа как гей? Это как Или нет? мальчик, который служит взрослым, танцует там гейский мальчик, да, ребенок, как там лет 18. Типа как евнухи, ну, похоже, Ну, да? типа да, только вот служитель. Понятно. Как проститутка, босс, да? босс. Кстати, вот есть еще же вот в церкви, служители в церкви, молодые парни, они что же не женаты, ничего Нет, не... они нет, а это Кстати, другие. кстати, у турков Молятся и это живут, под другим, и у учатся. турков под другим брендом тоже было такое же, только я забыл название. Ну, У них- мне кажется, у всех есть это. Это Ну, у не всех все это есть, я это и обсуждают, мне говорю. кажется. В Европе есть это, и всегда было это. Везде, во всех нациях это было. Просто эти называют бачи-бази, те называют ЛГБТ, молодой там студент, гей там, не знаю, эти там транс называют там в Таиланде. Это культура человеческая. Все люди одинаковые. Религия тут не виновата, ни Все одна. правильно. Вот трансы, всё они правильно. чисто... Хорошо, трансы, они чисто генетически уже... У них генетическая женственность, но образ Они пьют мужика. таблетки, поэтому... Вот эти геи, таблетки они... пьют. Гормональные. А вот это то, что они несут, дозволение на 9-летнее, да, Давайте, новый теперь вы закон меня вышел. подняли. Вот Вы там меня уже- подняли. Давайте, вы Эту- поддерживаете Израиль, да? Смотри. Вы поддерживаете Израиль. Молодцы, Да, молодцы, поддерживаете да, Израиль. поддерживаем. Я желаю, чтобы у вас в каждом доме был ЛГБТ-парад. Никакой, я тебе сионист. желаю, чтобы твои дети Я были сионист. геями. Я сионист. Потому да, что это я ценности поддерживаю. Израиля. Без ЛГБТ Израиль невозможен. Вы же за Израиль? Все? А ты араб, Вы что ли, по поддерживаете акценту? По Израиль. Почему вы акценту? боитесь? Ты ливанец? Поддерживаете Израиль? Поддерживаю. Нет, я твою мамку ебал, который. Я Скидывайте этого израильтянин. Мамкина. Я Мамкина знаю, не вас. материли. У него есть Все немножечко гей-парады претензий у от нас стояли. Ленина. Он же тоже картавил. Уберите этого говнюка. Слушай, я нормальный вопрос задал, зачем ты материшься? У него акцент ливанский, арабский, или сирийский. Забудь его. Все. Мартин, ты Я к умеешь тому, что шутить. не, если бы, Полетел. смотрите, если бы в исламе реально, и в любой религии, в христианстве это есть, да? Ну, Я нашел, я бы сказал, да. Мартин. Я бы Мартин, сказал, я вы правы, нашел но- истоки. Это, кстати, эту тему в своих книгах описывал Абдулла Аль-Касими, короче, с критикой, которая у него была исламом. Сейчас, секундочку. Я сейчас вот... Сейчас. Критика ислама? Ну, там был один алим, который стал потом неверующим, короче. Изначально он был мощным таким алимом ислама, там, настоящим, ну, таким вахабней. Потом он стал критиком. Он книги там писал про все эти темы, короче. Да. Сейчас вот пишет. В исламском мире больше тысячелетия подростковые мальчики, безбородые юноши, амрат, были объектами мужского желания в поэзии, придворной культуре и некоторых кругах. Термин «гильманы» использовался и для красивых юных слуг возлюбленных. В Коране есть описание гильманов, вечных красивых юношей в раю, которые прислуживают праведникам. Суры 52, 24, Ну, 56, прислуживают, 17, это не значит... 76, 19 близкий. Так, подожди, гельманы, изначально термин гельман использовался для красивых слуг возлюбленных. Сейчас к косыми перейдем. По мнению критиков, эти образы, юные мальчики в контексте райских удовольствий, вина и так далее, это проекция мужских фантазий 7 века, включая ПДР, короче. Ну, педу, короче, на загробную жизнь. Это делает влечение к юным мальчикам божественными или хотя бы менее чуждым воображению верующего. В некоторых суфийских традициях было спорное созерцание безбородых юношей как путь к переживанию божественной красоты. Ортодоксы это осуждали, правда. Таким образом, прямого источника в хадисах или Коране как религиозной нормы нет. Это не исламская практика. Но косвенно через гельманы, которые, короче, до ислама были вот такими, короче, а их в ислам включили. Это уже о чем говорит? Косвенно можно сейчас, знаешь, миллион вещей туда подвести. Это, Но по короче, факту- сохранение доисламских обычаев,
селективное игнорирование запретов элитой, народные отговорки и определенные теологические и поэтические образы, включая гельманов. Оно укоренилось и продолжало существовать именно в исламских обществах региона, несмотря на официальные запреты. Ну как, они, вот это, знаете, это получается противоречие. Они этих гельмашек как бы включили Там в имеется ислам. в виду красивые мальчики в раю. Конечно, а что, должны там уроды прислуживать? Так это не значит, они прислуживают, спят с ними. Смотри, я тебе читаю. В исламском мире больше тысячелетия подростковые мальчики, безбородые юноши, Амрат, были объектом мужского желания в поэзии, придворной культуре. Так, а это везде было, не только в исламе. И они для юных слуг возлюбленных они считались, короче. И Да, их брат, включили это в было, Коран. но при чем здесь Коран? Эти Так их гомики включили в были. Коран. Так Где их в Коране написано про гомиков, включили. что это дозволено? Нет, ну их же включили туда. Где включили? Гельмашек. Да гельмаши это не это, я тебе объясняю. 52, их 24, отождествляют. 56, 17, 76, 19. Короче, брат, я тебе объясняю, эти гельмаши, там написано, они прислуживают. Ты сам сейчас читал в раю, они не сексуальный объект вообще. А просто как мужчины, там красивые парни приносят еду, хорошую музыку. Мартин, ты меня там. разочаровываешь, логику ты включай, я же тебе читаю. 1000 лет это считалось гельмашки, это как бача-бази считались. Да у это них. я тебе Они в поэзии объясню, я используют. тебе объясню, И брат, я тебе объясню. гельмашек Мухомор включил уже потом как бы в ислам. Смотри. Хорошо, смотри, я тебе объясню. Вот это больное воображение гомиков, это 1000 лет, которое шло, они пытались привязать к этому. В Коране нашли слабый такой момент, якобы эти мальчики. И у них как бы любовь к мальчикам. Они начали через это в законе как бы найти лазейку, типа попытались Браво, найти. Мартин, браво. Чтобы туда сунуть вот свою гомофилию. Засунуть в это. Но по факту там этого нету. Понимаешь? Если бы было, клянусь, я бы первый бы сказал. Я не мусульманин вообще. Я христианин. Я тебе просто говорю, я люблю правду. Я за правду. Я если вот на улице буду идти, какая-то вранье, несправедливость какая-то будет, клянусь, я жизнь поставлю на кон. Ну, я постараюсь остановить эту несправедливость. Какую любую. Мартин, молодец. Да, А вот дело как тут не в Браво, религии. Мартин. Как ты Только относишься будучи честным человеком, ты можешь найти правду. Браво, Мартин. Волеизъявлению чеченского народа? Да? Например, чеченцы имеют право на независимость, Мартин, по-твоему? Слышишь, ты знаешь, где я живу, я эти темы не хочу поднимать. А здесь правда уже у нас хромает, получается. Нет, я тебе говорю, я уже тебе объяснял на этот момент. Мартин, а ты что, не среди нас живешь? Я в России живу. Мартин, да, правдоруб Мартин у нас вот... Браво, молодец. Слушай, ты сам приедь сюда. Смотри, чеченцы живут в России очень хорошо, размножаются. И зачем обострять отношения между... Знаем, он бы, если в Чечне жил бы, он Почему? бы Зачем их честно бы обострять? отвечал. Вы, армяне, имеете свое государство, но можете жить в России. Я правильно понял? Нас, армян, слушай, в 10 раз, в 20 раз больше, чем чеченцев, ты не сравнивай. И то у нас страна 29 квадратов, маленькая, 15 мизерная. раз примерно в 15 раз. У нас, Ну, смотри, 18 миллионов, 15-18. Да, у вас есть свое национальное государство, но вы при этом можете нормально жить, не конфликтовать. Мартин, ты Машиах, молодец. Да ладно, дорогая. Я обычный парень. Не, просто видишь, если есть, они мне пытаются объяснить то, что я вижу явно, что это не так. Ну, Если хорошо, это так, вот, я с вами согласен, но когда вот чисто одно пытают привязать к другому, гомики, они есть везде. Хорошо, Молодец, ПДФ это держись нормально, меня, Мартин. молодец. Мартин, А ты еврейка, да? Мартин, 54 года женитьба на 6-летней в 9 лет кекс, это нормально? А вот Давай это, защищай. смотри, я с ними, кстати, тоже недавно общался на эту тему, тоже Да, подняли. значит, Они говорят, смотри, с месячных, смотри, типа возраста не было. Мартин, это Да. хороший вопрос. Вот смотри, здесь ты тоже правдоруб же, да? Ты всегда за Брат, правду смотри. или только... Да. Смотри. Аят 65 сура, 4, 65 сура, 4 аят. Ну, Там и сказано, что? знаешь?
Насчет возраста или с чего? Нет, там Прочитай, сказано, я не знаток Корана, ты мне говоришь. как правильно разводиться с девочками, не достигшими половой зрелости. Ой, пойти в ЗАГС и развестись. Что проблема? Не понимаю, что вы на А относительно это я круга тебе надо- объясню. Это как я дети тебе малые. объясню. А Смотри, ну-ка, я... объясни, ну-ка. Подожди, я объясню. Смотри, в то время вот у этой культуры арабской, да, где эта религия пришла, это было нормой. Жениться не на совершенно, с 10-летними, с 9-летними, там, но это была норма. И Коран это не запретил и не разрешил, Это сейчас просто сказал, норма, если ты Мартин. женишься... В Афганистане Смотри, это сейчас норма тоже. да, Коран этот момент не запретил и не разрешил. Просто сказал, если ты разводишься, проверь, 3 месяца дождись и все. Там нету дозволения и как порицания. это, как создатель не запретил? Но это и арабская культура, у них это норма была. Хуба, твой Машех придет? Пидорас. Нет, придет дело не нихуя в этом, никогда. дело не в этом, я вам Долбоёб. объясню. Смотрите, если человек решил развестись с женой, то он... Не перебивайте, извиняюсь, меня не перебивайте. Я постоянно говорить не могу, только иногда говорю. Еще раз. Значит, если в арабском мире существовал с мальчиками там безбородыми, и Коран пришел и не запретил это, и не убрал. Вот так вот, да? Что? Ну, запрещает. Вот то, что ты сейчас Не, читал, зачем он ты гельмашек- сам же включил. Гельмашек зачем он подключил в рай? Он это спрашивает. Гельмашки, я говорю, просто в раю женщины есть, мужчины есть. И там есть симпатичные мужчины, которые приносят там еду, какую-то что-то служат. Да, безбородые, симпатичные, как ангелы, да, такие. Тебе- Но они не мне, спят. например, Там нет такого, что мне они спят дева- с кем-то. мне, например, девушки нужны, чтобы подносили. Зачем? Там и девушки есть, у тебя гурии будут, и там будешь 70, будешь каждый день там с одной, с другой там кайфовать. Гурии, когда подносят симпатичные, ну это нормально. Или ты хочешь, А чтобы вот мальчики подносили? когда мужского пола гурии начинают подносить, то уже нафиг. А может быть, они женщинам, будут подносить, не тебе. Ну, а если бы мужского пола были гури, тогда бы точно бы все отписались от этого Ибраима. Да. Значит, Мартин, ты стопудово, ты латентный ваххабит. Ну, я все религии люблю. У меня... Ты именно ваххабизм как бы предпочитаешь. Нет. Я не приписывай к себе меня, к вам. Ну, знаешь что, ты вот сам, ты сам говоришь, что во всех нациях есть такое, да, как бы, когда извращение, Мальчики, да, вот эти гомики, да, есть везде. и мальчики, и на маленьких детей жениться, там, все такое. Нет, во всех нет, маленьких нет. В арабской культуре это норма была. В то время. У католических священников, вот, например, в этом Ватикане, вот там часто этот скандал там поднимается. Это понятно. Но они это берут из предписаний каких-то, из Библии, там, я не знаю, из Евангелия, откуда это? Нет, в Евангелии тоже. Но в то время моя прабабушка в 14 лет замуж вышла, моего отца бабушка. 14 лет. В то время на Кавказе это норма была. Я уверен, даже ваши чеченские семьи также в те времена. И сколько деду было лет? Так же где-то, ну, на 2-3 года старше. Ну, понятно, если мелкие. Вот у меня тоже прадеда женили в 15 лет. Всем привет. Вот так же мой дед где-то. В 15 женился, ей было 14. 15 Привет. женили, да, примерно такого же возраста была жена. Это понятно, потому что там всех истребили, да, и чтобы там род, продление, что-то такое было, раз. Да, раньше мало жили, болели, здоровье было. Пораньше женили, но не за 60-летнего же там выдают. Ну, он, понимаешь, он вали.
Он отец, там, министр, как тебе сказать, он огромный человек. Ты не сравнивайся с таким. Он такой может и... Если честно, я бы был бы вместо пророка, я бы себе 40 бы... Если бы у меня сейчас была бы силы, миллиарды, я бы еще больше бы... Ну, конечно, на малолеток-то я бы не... Ну, такое нет, это мне противно, это вообще... Ну, я, видишь, точно не знаю, как там было. Может быть, они говорят по хижре, типа, у нас в исламе вообще возраста нету. Это христианская тема, вот этот год, месяц, вот эта тема, да, это же по Иисусу рождения, это в других культурах. В арабском даже Новый год нельзя праздновать, такие вещи. Они говорят, что типа с месячных идет возраст вот этот 6 лет, после того, как месячные были, 6 лет оттуда идет. Считается, так они говорят. Я не знаю, брат, но если это так, это жесть. Если... Не, Ибраим, по христианству, католически, это они то, что делают, это Библия не предписано, это за это сажают людей, это такого закона в Библии нету, хоть я и не особо религиозный, но я точно знаю, за эту педофилию, за это все, это осуждаются и сажают. Но, конечно, они среди них есть. Среди всех кто могут захочет быть, понять в меру своей испорченности, тот так их перекрутит, понимаете? Они, да, хотят для этого и именно эту тему качают, чтобы вот и, типа вот ислам это сделать, да. Мартин, мальчики тоже от месячных считают возраст, да, Мартин? Ой, ну что за глупый вопрос, блин? Вообще ты, Мартин, вообще лютый ваххабист какой-то. Это уже слушай. 100% Игилович. Да, как слушай, хороший ты. Нет, он из Джебхата Нусры. Я даже одного этого никому вред не причиню. Вещи говорят, ты виляешь эти отмазки арабские там какие-то. Ты накинул на все народы, что у всех народов был педофилия. Понимаешь? Чеченскому народу ты практически, получается, тоже накинул, что у них были вот эти с мальчиками всякие шуры-муры. Нет, он наоборот, он развеивает сомнения. Я целый час слушаю. Нет, кавказцы, брат, кавказцев с этим строже. Я уверен, что у вас этого, наверное, не было. Я просто... Не, у чеченцев... Я просто не мог разговаривать, но просто уже мне пришлось выйти вот в ванну, короче, чтобы люди не слышали, и тебе вот это высказать. Ты сидишь люто, короче, ваххабистскую ересь несешь. Ты накинул на все народы, что у всех народов была педофилия. Я не скажу, гомики везде были, брат. Я тебя сейчас выкину отсюда, блядь. У всех народов была педофилия, что у всех народов смотрели на безбородых мальчиков, это было нормально. Но это вы по-своему поняли, Барсу. Ты лишь бы отмазать этот ислам. Все слышат как надо, а вы слышите по-другому совсем, я смотрю. У моего народа точно не было такого. Он, смотри, он вот сидит, короче. А ты откуда, мистер? Подождите, дайте сказать. Он говорит, что девочки считаются возраст от месячных, а мальчики тоже от месячных считают возраст, что ли? Это не я говорю, это они говорят. Мусульмане мальчики от прыщей на лице. Да, а при чем тут они говорят? Ты должен транслировать то, что они говорят, и говорить, что это правильно. Нет, Ибрагим включил, судя по этой разговору. Да подожди ты, при чем тут это? Я тебя слышу, я не дурак, я понимаю, что ты говоришь, и что Ибрагим транслирует, и что другие говорят. Тут не надо объяснять мне, что ты говоришь. Я слышу, что ты говоришь. Ты ваххабит просто чистый такой, и все. И извращенец, блин. Хорошо, как ты скажешь? Вот если бы ты это не сказал, я бы... Мартин просто аккуратно костюмчик сменил. Да, латентную. Не. Вот смотри, видишь, у меня даже... Латентный костюмчик одел. Ему самому... Флеш-менеджер, привет, брат. Ну вот он хочет тем, кто это... Не, ну смотри, Ибрагим, ты включил. То, что ты включил, я слышу там, что говорится, я это просто расшифровал, да, что там имеется в виду. Все, вот и все. Я не защищаю, не то. Если бы ты не включил, я даже не знал, что такое написано там. Да он боится, что эти... Да я не боюсь, вот слушай, я христианин. Эти пацанчик, это то, что пацаны вот эти сидят, у которых он сидит на эфирах, что они услышат. Да, хорош ты, братан, мне без разницы, слушай. Какой? У меня тут в ТикТоке уже с многими свои эти есть терки, мне уже плевать.
Вот, смотри, с моей Не, ну ты фотографией. месяц-два назад... Вон как бы парень с моей по-другому. фотографией Мартин, ходит. ты Что мне с ним месяц-два ругаться? назад, по-другому как бы чирикал. Сейчас по-другому. Нет, нет. Вот человек с фейковой страницы с моей фотографией ходит. И что мне ему предъявить? Попал. Ты случайно в плен не попал там? Нет. Видишь, Мартин красавчик, пишет наш земляк. Успокойтесь, братья, кайфуйте, да? Все, жизнь одна, там, зачем вам кто? И просто я говорю, что вот эти бачи-бази, вот эти молодые геи, вот эта тема, она была еще в Римской империи, еще до христианства, до ислама. И всегда это было. Всегда эти гомики есть, они любят эти темы. И Ну, среди по-моему, мусульман. гельмашек никто ни в одной религии, гельмашек в раю А не гельмашки предлагают. там не имеют к гомикам отношения. Там имеется в виду служители рая, как бы, типа, просто, да? Чисто они ни с Так кем до не ислама гельмашки служить. были геями. Теперь их в рай подсунули. Не знаю, что Мухомор. Ну, Мухомор же их в рай этот зачистил. Ты же, смотри, гельмашек. вот смотри, я тебе скажу одну тему. Почему вот именно вы, кавказцы, да, именно кавказцы, не казахи, не там арабы, вот так вот с закрытыми страницами, скрытыми лицами не сидят, не хаят ислам? Знаешь, это из-за чего? Потому что вы в свое время, ну, как бы у вас... Подожди, Мартин, подожди. Никто не хает, здесь цитирует эти... Не, ну почему этим? Смотри, никто не занимает. Тебе не нравится, не верь. Слишком Зачем уже, это? ты уже слишком, как бы, все эти буйки переплыл. Да, Ты пробрось, Мартин, свои. Да, ты уже тут открыл, что ты, оказывается, хочешь, чтобы чеченцы заснули и никогда не вылезли из этого ваххабида. Мне какая разница, брат? Вы сами думаете. Все уже загрузили по полной Я- программе. я не- Оценку я не дали, мусульманин. окрестили, ваххабит. Мой Бог Христос, я христианин, мой Бог Христос. Как этот, как ваххабитский поп полностью... Мартин, скажи, я с утра даже не знал, кто я и что. Ты меня уже... я уже нервничаю, ты меня извини. Как ваххабитский поп здесь ты полностью проповедь сделал, и теперь говоришь, а я что, я ничего, сами там разберитесь. Нифига себе. Это что такое? Смотри, чеченцы решат, чеченский народ, и без тебя, и без меня. Ты не повлияешь на их религию, не я. Будучи ты чеченцем, ты или формат, ты думаешь... Понятное дело, что мы решим чеченские. Мы к этому призываем, Не, чтобы а решили. тебе какая, А вот кто тут? представь, я вот сейчас к армянам куда-то там начинаю подкатывать, и им какие-то, скажем так, ну, объяснять, что там с турками будет, почему вы под турками не сидите, давайте внутренним делом Турции будьте, никакого там этого геноцида, ничего не происходило, вы там все из пальца высосали. Ты как будешь вот относиться к этому? Это другое, то, что я говорил, это другое, я такого не говорил вам. Ничего другого Когда я- здесь нету. Тут у нас как раз таки бедственная ситуация. Нет, это ты параллель немножко неправильно провел, немножко. Ничего здесь Я просто- неправильно нет. Я просто сказал, лучше вам жить и размножаться, и стараться быть больше счастливее, не воевать. Я только это сказал. Какие не воевать? У нас войско Иисуса, алейхиссалям, создали. Вы, армяне, войско Иисуса, участвуете в украинской битве? У нас с обоих сторон есть, да, конечно. Но больше с российской стороны. Да, вот, удивительно, вот, прекрасно. Где это вы? Я не пойму. В Краснодаре много армян забрали на войну. Войско Много. Иисуса, хорошо. алейхиссалям, есть у вас там армянское? Не, войска Иисуса нет, но этот Ибраим и с той, и с другой стороны участвуют, конечно. Ну, местные жители, да, граждане Я страны, вот Украины, сейчас России. первый раз от вас это слышу, что где-то участвуют. Пока Да, на участвуют. всех тиктоках, во всех эфирах, везде всунули в голову Алаудинова и Кадырки. Кадырка там вообще не помещается уже в телевизор. Только это вещают. Нас это не радует, потому что что такое вообще войско Иисуса, джихады какие-то, что такое? Я понимаю, ваши там за бабки идут, там, я не знаю,
какие-то это участвуют. Там, Мобилизованные есть за бабки. Ибраим, есть мобилизованные, есть за бабки, есть кто-то Вам просто что-то пошел, есть, ну, разные есть. Вам нравится? Разные есть. Что Меня мне не слышно. нравится? Вам нравится, да, что армяне вот так делают джихад против Украины? Я говорю, и с той, и с другой стороны участвуют. Я тоже говорю, ой, с другой стороны, что там джихад делают. Вам нравится? Джихад мне вообще не нравится. Мне тоже не нравится. Зачем нам какое-то войско Иисуса, алейхиссалям? Потом с другой стороны каких-то джихадистов. А это что за войско Иисуса? Я даже не слышал это. Ну, ты единственный, кто это прослушал. Все остальные вот вроде слышали. Всем привет, ребята. Хотела вас предупредить. Маршал, Стелла, привет. Да, шалом, Привет, Стелла. дорогие. Хотела вас предупредить, что сейчас у нас тут золотой колпак пизды, я извиняюсь за выражение, появился в ТикТоке. Кикос, я понимаю, так Мартина друг или не друг, да? Мартин, тебя обложили. С Америки, он, армянин, собрал азербайджанцев вокруг, и они ходят и блокируют аккаунты, которые резко как-то высказываются против армян или против религии ислама. Поэтому, ребятки, поднимаются такие аккаунты. Кстати, Ханнибал, под тебя сделали аккаунт, и под Хармата сделали идентичный аккаунт. Под Шер 3 аккаунта сделали, один в один похожи. Просто перед тем, как вы их поднимаете, проверяйте, если вы на них подписаны. Если вы на них не подписаны, значит, это не те, которых вы знаете. И они просто тупо ходят с этими ботами. 20 человек, которые следят за эфирами, с ботами. Там прям организованная группа. Ну и блокируют все эфиры. Вы пока держите свой эфир, а мы уже как-нибудь преподнесем урок Кикосу. Он научится, как уважать женщин, как уважать людей, как вообще не одевать корону, которую его еще никто не позволял одевать. Просто хотела вас предупредить. Кстати, сегодня уже блокнули какие-то эти на меня катали, там жалобы, непонятно. Они мне 3 эфира блокнули. Но, Кикос, если ты слышишь, а ты слышишь, я знаю, потому что твои крысы везде бегают. Ты меня не знаешь. Вот поверь мне, вот если кто-то со мной связался, и по делу, вот я тебе говорю, ты не прав, а ты за это заплатишь. И боты твои тебе не помогут, потому что на каждый твой бот у меня будет еще больше ботов, а у меня могут быть они, потому что у меня есть такие люди, которые могут это организовать. И в следующий раз, когда ты хочешь какие-то разборки вести, лохом не будь, ладно? Не надо женщину звать в свой эфир на разборки с тобой. Если ты мужик, и тебя что-то интересует, заходи и спрашивай. Никто тебе ничего не должен, корону на голову не нужно одевать, людей звать к себе. Стелла, а можно, что случилось? Да. А можно узнать, из-за чего они это делают? Кто этого? Что они хотят? Значит, я даже, честно, для меня это парадокс, что сидит парень-армянин, остальные все там азербайджанцы, дети, да, там 16-летние, 18-летние, видимо, он им платит или я не знаю что. И, видимо, за ним тоже кто-то сидит. Я уверена, что это не просто так. Они решили сделать в ТикТоке порядок, они говорят, всех радикалов убрать. Радикалов в плане, если кто-то о религии что-то говорит, или кто-то что-то там о нации какой-то говорит. Вот они для себя решают, группа людей, да, вот как боги. А радикальные исламисты входят в это их перечень? А самое интересное, что пока блокнули только все еврейские эфиры, которые говорили против ислама что-то. А меня блокнули, потому что я сказала против армянина, который говорит, что он еврей. То есть ты его, наверное, знаешь. Ты же был там, мистер, нет? Тоже у этого Кикоса? Насколько нет, я помню. Я даже не знаю, кто это. Заходил? Нет. Вот, Мартин побежал. Может, там пролистал, да, но так не сильно. Мартин обиделся, несмотря на то, что он со мной некрасиво обошелся. Я ему простила, он извинился, я ему простила. Вроде нормально общались. А потом он как крыса побежал жаловаться туда, что вот Стелла про армян говорит. Хотя я про армян не говорила, я говорила про политику Армении по отношению к Израилю. Все по факту, ничего, ни капли лжи, можно все проверить. И говорила конкретно, обращение было к одному человеку под именем Эльдар.
Да? То есть обращение было к нему, я это несколько раз сказала, ребята армяне, нормальные ребята армяне, вас это не касается, идет направление, идет именно к одному человеку мой разговор и мой эфир. Мартин побежал жаловаться, нас пришли, блокнули. Когда он понял, что тут что-то не то, пахнет каким-то жареным, что сидят азербайджанцы с армянином, он прибежал к этому Кикосу и сказал, что в армянском эфире наши ребята тебя зовут, потому что евреи из-за тебя на нас злые, на армян. Кикос ему сказал: я никуда не буду идти, это вы ко мне придете. Убежал Мартин. Ай, Мартин. А этот Кикос тоже армянин? Как раз спросите да, меня он... вопрос задать. Что-то он за ислам. Сбежал, да. Что-то переобулся, Стелла этот, что-то он таким вахабом. Этот Мартин вообще как проповедник и... Стелла нормально разговаривает, я не сбежал, я тут отходил, мне тут отец позвал. Поверь мне, я слишком мягко с тобой разговариваю. Мартин, скажи мне, как роль шестерки нормально у тебя работает? Смотри, видишь, смотри, Ибрагим, смотри, она оскорбляет, смотри, да, я объясню тебе, что я тебя оскорбляю? Я говорю по факту, секунду. Ну, если хорошо, мужчина бегает с эфира в эфир и передает какие-то вещи... Я не передавал ничего, я им сказал... Я тебе могу скриншоты сейчас поставить вместо своей фотографии. Дай скажу, что было, дай скажу. Секунду, сначала скажи по факту, ты передавал с эфира в эфир или нет? Да, я скажу. Передавал или нет? Просто скажи. Просто по факту. Либо да, я договорю, либо я закрою. Ты передавал или нет? Потом дальше я тебе сказал. Я ничего никому не передаю, и сама ты такая. Да ты пиздун, послушай, смотри. Ты даже недостаточно мужчина, да, я объясню, секунду, брат, успокой на минуту. Да не нужно меня успокаивать. Тогда не поднимай в этом эфире эти темы. Да, я буду поднимать, потому что всю кашу ты варил. Нет, смотри, что было. Да. Было 4 стрима. Твой стрим в поддержку азербайджанцев и мир Израиля, Азербайджана. 3 еврейских стрима было. Мой эфир, который ты жаловался, он был против барона. И ты это знаешь, и ты слышал... Да, барон, он за Армению поддерживает. Смотри. Было 3 стрима, правильно говоришь, и барон, и Иосиф Лариса. Он за Армению, мне плевать, за кого он. Он просто вышел против горских евреев и начал нас Он не вышел, он сам горский еврей или кто? Братин, блядь, не неси хуйню, блядь, не беси меня. Какой Давай он без мата. еврей, блядь? Он чистый еврей. Он еврей по национальности, сам иудей. Он вас защищает ислама, постоянно ругает, оскорбляет мусульман. Мартин, давай секунду. Когда ты чего-то не знаешь, лучше скажи «не знаю». Я знаю барона 3 года. Я с ним ругался один раз из-за того, что он вас поддерживает. 3 года знаю. Послушай меня. У барона только один дедушка еврей. Все. С одной стороны. Ты откуда знаешь? Да потому что я была его модератор, я с ним близко общалась. Суть не в этом, суть в другом. Эта тема, да, я объясню. Эта тема, это мой разговор-то о другом. Хорошо, пусть барон там кем хочешь считай его. Смотри, суть в том, что 3 эфира было, которые, когда Израиль принял геноцид, типа хочет принять, там Кнессет еще решает. Начали азербайджанцы, там евреи эту тему поднимали, Иосиф Лариса ставили фотографии, потом Элеонора к ним подключилась, там еще что-то. Они ругали, азербайджанцы с ними ругались, типа, что вы эту тему тут качаете про геноцид армян там. У них между собой были терки. Этот Кикос начал блокировать их страницы. И он мне говорит: Мартин, я буду блокировать обе стороны. Те, которые против армян эфиры открывают, и те, которые за армян открывают. И тех. И я говорю, не надо ни тех ты не блокируй. Секунду, у меня не влезай. Вопрос. А тебе не странно, что там сидят все азербайджанцы у него? Вот, я ему за это и предъявил. У него как раз вот эта вся шайка, которая блокирует страницы, она и есть азербайджанцы. А он, армянин, сидит, говорит, они мои братья. Там вот так вот. Я говорю, слушай, говорю, Кикос. И другие армяне ему предъявляют. Он говорит, нет, я за мир. Ребята, чеченцы, у меня к вам обращение, чтобы вы понимали, когда кто-то ненавидит еврея, мы даже Армению и Азербайджан можем помирить, вы понимаете? Они сидят в одной группе и блокируют. Не сможешь. Да. Не, они ненавидят евреев, он нормально относится к евреям. Он говорит,
Он хочет себя показать тут каким-то дельным парнем, сильным. Согласен со Стеллой. Секунду, Мартин, у меня к тебе вопрос, Мартин. Почему ты пошел и сказал, что мы обсираем армян, когда Нет. разговор шел конкретно в сторону барона? Смотри, ты слушаешь песню «Нолду Пашинян», это издевательская на армянский народ. Это для того, чтобы сделать больно барону, который... Ты мне больно сделала этим, я тебе написал. Мартин, ты мне тоже много чего делал больного, я закрывала на это глаза, чисто чтобы не ссориться с тобой. Я это тоже знаешь закрывал. прекрасно. Ты неделю эфир делала, я не поднимался, не мешал. Я первый раз за все эти годы вообще за Армению что-то сказала. Я никогда за Армению ничего не говорила. И я затронула конкретно барона, ты знаешь почему. Он, этот сукин сын, пришел и говорит про солдата нашего горского еврея, который умер на войне. Фаргу этот без мата, Он сидит, поэтому... вспоминает человека, который умер человек. И он сидит и говорит, если бы он не пошел бы на эту войну, он бы приехал бы в Израиль, женился бы на еврейке и построил бы еврейскую семью. На секундочку, он женился на армянке, живет в Армении, родил армянских детей. Какие у него претензии к мертвецу? А он не это говорит, он говорит, что якобы Он именно кладбищем, это там и говорит. что-то с кладбищем У сделали. меня есть записи этого разговора. Не, я видел видео, он говорит, что... Секунду, Мартин. У меня есть записи, как он говорит. Горские евреи, у вас вообще своего достоинства, у вас свое достоинство есть? У нас как раз таки есть. Мы, евреи, такой народ. В какой стране мы живем, в той стране мы преданы. Если с Азербайджаном, мы преданы Азербайджану. Если с Украиной, они преданы Украине. И в этом никакого парадокса нет. Мы преданы той стране, в которой мы жили, и предки наши. Так дело в том, что эта страна поддерживает Эрдоган в этот момент. Есть такой маленький такой... Слушай, Мартин, ну не надо нас учить. Ну я тебя прошу, мы что, лопухи? Почему вы думаете, что вы можете нас научить? Не, ну это ваше дело, я не вмешиваюсь. Нет, просто понимаешь, ты мне 2 года в личку капаешь постоянно на мозги. Просто в своих стримах. Народ я армян никогда не оскорбляла, Мартин. У тебя сидит этот хан-наказатель, который детей крест ругал, всех христиан, член показывает в стримах, вот так поднимается. Я лично видел. Да, он нашим евреям тоже показал. И что теперь? И что теперь? Я буду как Кико ходить всех решать, кому быть, кому не быть? Я что, Бог? Понять не могу. Я понять не могу, когда мужчина бегает с эфира в эфир и передает, там наших армян трогают. Потом, когда до тебя дошло, что что-то тут неладное, сидит армянин с азербайджанцами и блокирует только евреев, ты побежал к армянам и рассказал, что вот на нас евреи злые, потому что он да, еврей, я его неделю прошу этим не заниматься. Я его неделю прошу. Я не ты могу ему сам пошел, сказал это. Нет, они мне сказали, мы всех будем блокировать. Если армян оскорбляют, мы будем тоже. Я им сказал, ну вот, заблокируйте. Она сидит, слушает песни с азербайджанскими. Ну а что он не секунду, а что он не блокирует азербайджанца, который наш флаг сжигает, который печки для нас вот греет? Ты по идее скажи, он заблокирует. А что он не блокирует эфир, который Коран к члену прилагает? Вот что вот эти вот он блокирует, он этого ЛА а мой неделю блокирует. эфир, который по факту просто прочитала резолюции, которые Армения голосовала против Израиля. Кстати, я также читала и про Азербайджан, какие резолюции были против Израиля, да? А ты всегда их поддерживаешь, Стелла, я знаю. Слушай, я тебе Мартин, это мое право. Ты больше азербайджанец, чем еврей даже, слушай. Да, Мартин, у тебя, ты знаешь, что мне нравится? Когда тебе что-то не нравится, ты мне пишешь, что ты азербайджанка, у тебя кровь. Послушай меня, Мартин, я чистокровная еврейка. Ну, и если я родилась в какой-то стране, у меня мировоззрение, тебе еще тягаться до этого мировоззрения. По крайней мере, я тебе говорю, как женщина, у меня больше яйца, чем твои, потому что я еще ни разу не бегала с эфира в эфир и не передавала новости. Я главное, не передавал, я им сказал, идите, вот они пришли, посмотрели, да. Что там да, у меня есть скриншоты против. того, что ты сидишь внизу в чате, пишешь, ну ребята тебя заскриншотили. Что там я написал? Ты смеешься? Что я написал? Там наших армян оскорбляют. Да, а где я там оскорбляли им, ваших и армян? потом сказала, они что пошли я сказала проверили. Про армян? Ты поставила фотографию, типа, чтобы сталкивающую евреев и армян, типа резолюцию армяне против Израиля голосуют. А что потом, это не по армяне факту? евреев не трогают Секунду, вообще. остановись. Я что-то врала, это было не по факту?
Какая разница? Мы с евреями В никаких смысле? тем у нас нету. Секунду, давай закроем микрофон, я спрошу ребят, которые нейтральные. Ребята, короче, если не я хочу сижу в своем сказать. эфире Давай и читаю оставим факты. В таком-то году были резолюции против Израиля. Армения проголосовала против нас. Это что-то оскорбление или это чтение фактов? Стелла, можно вопрос? Можно вопрос, И таким же образом я читала и про Азербайджан. Я не видел, что ты читал. Ты не видел, это твои проблемы. Ты видишь только то, что у Сегодня тебя открой эфир и почитай. у тебя селективный слух и селективный... Послушай меня, ты хочешь узнать, что я говорила про азербайджанцев? Зайди к своему Эльдару Барону. Ну сейчас скажи, что сейчас скажи. Послушай меня, Мартин, послушай, закрой рот, не надо меня провоцировать, у тебя не получится. Ты думаешь, ты умнее меня, но ты не умнее меня, понимаешь? Не получится. Зайди к своему барону, когда я говорила за азербайджанцев. Он 40 минут как крыса записал мой спич у Светы в эфире и поставил у себя на аккаунте, не спрашивая меня, позволяю ли я ему вообще ставить мой голос и мой разговор. Послушай меня, вот у меня первым делом я еврейка, и я израильтянка. Это у меня, для меня, как еврейки и как израильтянки, это на первом месте, превыше всех и всего. Чтобы тебе это было ясно. Смотри, вы признали геноцид. И для меня, Мартин, подожди, мы не признали геноцид. Он у нас еще не был в голосовании. Но вы хотите признать. Это мы вас не просим. Ваше правительство в пользу тебе. Вот с вами поднимаются, ругаются ваши там братья, турки, азербайджанцы. Они ругаются из-за вас. При чем тут армяне? Зачем ты суешь вашу разборку армян? Почему? Мы вас просим признавать геноцид. Вы сами для твоей пользы. Мартин, ты глухой? Я хоть один раз заговорила о том, что голосование... Да, ты там включила песни против армян и сидишь там с ними. Я говорила о том, я тебе сказала, что мой эфир изначально, я сказала это несколько раз, мой эфир предназначен для Эльдара Барона, который ведет себя как тварь последняя и трогает память нашего горского еврея, который... Он сионистом себя называет, он еврей. Каким? Да мне похеру, кого он себя называет. Он Асала говорит, что это вообще не террористы. Какой он еврей после этого? Ну, трогай тогда Эльдара, напиши Эльдар там такой-то. Я так и сказала. Нет, ты написала Армения не признает. Нет, я сказала. Пашинян песню включаешь против армянского народа. Эльдар, если ты спрашиваешь нас, горских евреев, где наша гордость, вот я тебе приведу сейчас факты, как Армения относилась политически, да, вот, к Израилю. Армения, правильно? Правильно, конечно. А при чем тут Армяне и Эльдар? Если он ваш еврей, то он матери его, сиди его матери, поставь его фотографию. Не надо мне говорить. Народ приписываешь в эту разборку. При чем тут народ? Я тут при чем? Я что-то говорил против вас? Мартин, не надо вот эту вот бедняжку включать. Давай оставим. Я ни одного... Нет, мы не оставим. Я ни одного армянина не оскорбила. Я сказала политику Армении. Я сказала политику Армении. Только секундочку. В Азербайджане ни разу наши молитвенные дома не сжигали. У вас сжигали. В Азербайджане ни разу... Синагога сейчас. Секунду. Да, есть она у вас синагога, но нашу синагогу у вас разрушили, да? Окей? Нет, я первый раз слышу об этом. Да, они же придумывают, брат. Нет, она все нормально, она работает, синагога. У нас синагогу сжигали. Мартин, у вас синагогу не сжигали? Нет, конечно. Нет. Это вы пытаетесь армян опорочить. Бля, Мартин, почему ты врешь? Ну, я не могу слушать такого. Я сам это подтверждал про синагогу. Мистер, зайди, пожалуйста, проверь в гугле. Я тебя прошу. Ты слышишься мне более адекватно? Этот Мартин, Гунишка, еще тот. Секунду, Мартин. Да, конечно, подтверждал. Да, это невозможно врать. Это же в новостях было. Потом, мемориал... войны в 2020 году вы помогали. Да, какой войны? Это было недавно. Подожди секунду, Мартин, хватит. Недавно из-за этой войны. Мартин, ты лгунишка. Вот у меня, я тебе говорю конкретно, я не хочу, дорогая, ругаться с тобой. Не надо со мной ругаться, ты проиграешь, потому что я тебе буду по факту говорить. По-братски, и все. Секунду. Мемориал Холокоста. У вас там свастики рисовали, красили красным цветом. Было это в Армении? Было. Я ни разу не оскорбила армянский народ. Которые против нас мне похеру почему. Я говорю по факту, что у вас было в Армении по отношению к евреям и Израилю. Это было, но сегодня другая ситуация. Подождите, Стелла, можно я скажу? Я вот сейчас посмотрел в гугле, да, такое было, я первый раз. Ну, это какие-то нацистские ублюдки, наверное. Их посадили, наверное, и все.
Мистер, я ничего против армян не имею. Я просто констатировала факты у себя в эфире, что было. Почему? Не, Потому а что знаешь, я еще хотела... что было, Стелла? Смотри, Мистер, я вот... Подожди секунду, извини, пожалуйста. Моя тема была против Эльдара, который говорил, что мы горские евреи с Азербайджана. Ну, ругай не имеем Эльдара. гордости, Народ не имеем гордость. Да, блядь, Мартин, закрой рот на секунду. Когда он приходит и нам хочет утереть нос горским евреям, что почему мы хорошо относимся к Азербайджану, что у нас нет гордости, я ему показала факты, которые были в Армении, и спросить его, а у него есть гордость? Вот и все, Стелла, на этом был мой разговор. ты права, Стелла, но смотри, я вот признал, да, что вот это сделал какой-то нацистский ублюдок, я это вообще не поддерживаю. Его да, посадили по-любому. Смотри, а ты как относишься к тому, что в Израиле, в Иерусалиме евреи проходят и плюются в лицо священнику нашему? Очень Отношение плохо, твое. нужно наказать самым жестким наказанием. Ну все, договорились. И у нас Все, наказывают. договорились. И это делают Хорошо. исключительно очень редко какие-то... Не, к Стелле у меня не было проблем, она вот нормально, адекватная, все такое, как бы умная, там, вежливая. Ну, вот сколько тут сидели у Ибрагима, наоборот, даже и в личке там хорошие писали друг другу. Смотри, Просто я то, что вообще этот не момент, звездный. мне не понравилось, знаешь, что она ты открыла, знаешь, и что вот... Ты знаешь, что мне было неприятно? Я, когда в Иерусалиме поехала гулять с сыном, я для тебя лично сфотографировала Да, вот, спасибо тебе. армянские, и в личку тебя отправила. Да, вот, спасибо, я поэтому тебя уважаю. Это после того, что ты меня оскорблял, что я там азербайджанская, какая-то там сякая. После всех оскорблений я к тебе все равно по-человечески отнеслась, ты извинись. Я к тебе тоже, дорогая, я к тебе тоже. Я поехала в Иерусалим, я сфоткала лично для тебя, я больше никому не отправляла, я только тебе отправила армянские церкви фотки. Спасибо. Что ты сделал после этого? Ты пошел и натравил других на меня, чтобы меня блокировать. Дорогая, Вот ты и всё, сидела вот твоя после истина. этого, затрагивала нас всех. Не надо это. Барон тебя трогает. Открой хоть матери его с утра до вечера. Я сейчас ничего по факту доказала, что я ничего не трогала, что я сказала по Ты факту. трогала, ты песню включаешь, которая оскорбляет нас и остальное. спасибо, Ты что вы- сидишь с что теми, вы кто сделали. члены показывает в эфире и ругает народ С кем армянский. члены? Так твой Кикос отправил ко мне 7 человек с членами. Да это Ты не ничего он не же хочешь сказать показал. насчет этого? Это А ваш кто? земляк. Твой А земляк кто? показал тот. Нет, Ты знаешь. это твой Кикос, Да, это да, твой нет, Кикос вот это- проплачивает. Я не Может, могу спрашивать проплачивает. 16-летнего ребенка, у которого нет мозгов, Я который сам сидит Кикоса за не денежку, поддерживаю. работает на Кикоса. Нет, он говорит, что он блокирует ЛА, например, да? ЛА, он говорит, он... Этот Булка 16-летний ребенок, а он Нет, взрослый 18. мужик, который собрал... Нет, он сам говорил в эфире, что ему 16 лет. Он, взрослый мужик, 40-50 лет, собрал вокруг себя детвору, платит им деньги, чтобы они ходили и вот такие вещи. Да, я Кто сам после против. этого? Я вчера пошел в армянский стрим, Давида Шварца туда пригласил, где 300 армян сидело. И эту тему мы подняли там, он объяснил Шварц, что вот эти он блокирует. И я тоже объяснил. Потом пришел туда Карлос. А когда ты к нему пошел и сказал, секунду, а когда ты к нему пошел и сказал, приходи к нашим армянам поговорить, что он тебе сказал? Кто хочет, придет ко мне. То есть он корону на себя надел, а мне... Да, я ему сказал, зайди, он не А зашел. мне он послал малолетку, который пришел и сказал, Кика сказал, приходи на разговор, если не придешь, мы тебя блокнем. Да он То же пидор. самое эти армяне его Не пригласили. закрывайте мне микрофон, ребята, я по факту говорю. Мужик, который зовет женщину к себе на эфир на разборке, он не мужик в моем Он хотел попросить, наверное, чтобы ты не делала это. Женщин надо на свидание приглашать, а не вот на разбор. Если у него какие-то вопросы, Мартин, он бы как мужчина пришел бы и поговорил бы, я Да, ему ответила так по вчера факту. 300 человек армян в эфире сидит, они попросили, пусть он придет. Я ему пошел сказал, он говорит, нет, пусть они придут. Я ему говорю, ты что говорю? Эти, блядь, 300 человек, там патриоты сидят, блогеры сильные. Они будут к тебе идти и искать тебя. Я говорю, надо поговорить, зайди. Он не зашел. Голову надел. Да, вот, так он за это и блокирует. Он хочет, чтобы как король, чтобы всех тут загнуть, типа, да, я там такой, сейчас всех буду блокировать. Короче, я не знаю, что с ним делать. Я зашла предупредить своих друзей чеченцев, чтобы они были аккуратны и не поднимали кого попало. И как эта система работает. Этот сайт, тут По очереди показывают все всякие порядочные непристойные люди, вещи. тут такого нет. И кидают. Не-не-не, я знаю, я же знаю, я уже слышала, что у них в планах и какие эфиры они собираются блокать. Поэтому я своих друзей Но буду это предупреждать. последний эфир, куда они придут. Я даже удивлюсь. Нет. Там, где они Вот говорят, же где нации Ибраима троп. блокнули. Ибраима ж блокнули сегодня.
Да, это потому что это искусственный мы интеллект. можем их блокнуть? Не, там мы несколько раз накидывали жалобы. Ибраим, мы можем их блокнуть? По-моему, на 4-й раз меня уже... Да это не жалобы, Ибрагим, просто когда разные разговоры делаешь, искусственный интеллект, он сам проверяет. Фразы. Мартин, у Разговоры. никогда Я эти эфиры не разговоры- блокаются. Да, я постоянно эти разговоры веду здесь. Ну давайте тоже сносить их эфиры, чтобы как бы... Давайте, ответ. поехали. Куда мне надо идти? Скажите, Я сделаю. организую группу, и вот такой же бота-фермой мы ему атакуем все его эфиры, и он научится, как делать людям неприятно. Или заходи как человек, разговаривай как мужчина, или не веди себя как крыса. Я ему в личку написал. Я ему в личку написал, что, слушай, ты видел, чтоб евреи вообще трогали армянские эфиры? Он говорит, а у меня, говорит, не армянский эфир, у меня тут все нации азербайджанцы. Всем здравствуйте. Здравствуй. И я говорю, ты делаешь провокацию, евреевские именно эфиры как будто бы трогаешь, да, где еврейсы. Не делай. Я тебе говорю по-хорошему. Я тебе говорю по-хорошему, пойми. Я тебе уже 100-й раз прошу. Я его в личку пишу. Вот сегодня он, не знаю, сказать, сейчас посмотрим дальше. Не знаю, я уже известным блогерам сказал про него, кто такой персонаж, чем он занимается. Ну просто он не как армянин, он и против армян действует. Он блокирует те сайты, которые армян поддерживают. Я просто только надеюсь, что до твоего ума наконец-то дошло, что нужно думать 2 раза, прежде чем ты что-то на кого-то направляешь. Не, мне что думать, не трогай народ просто, и все. Не включай никакие такие провокационные песни. Мартин, И не сиди с этими, кто Можно я 2 члены, слова скажу, Мартин? кто члены Можно? показывает, ходит, с такими тоже подальше, Деник. Слушай, иди ты лучше... Смотрите, можно я скажу здравствуйте, да? Ладно. Вот по этому поводу можно 2 слова? Я извиняюсь. Да, Смотрите, вот я родился и вырос в городе Дербенте, да? В городе Дербенте. У нас жили все национальности. Напротив нас жила армянская семья. Ну, они армяне были, да? Я потом, когда вырос, об этом узнал. Пока я был ребенком-подростком, я даже не знал, кто такой национальность. Когда эта война произошла в Карабахе, первая война, к ним домой, к ним во двор закинули лимонку, гранату. Закинули и все соседи, и азербайджанцы, и там другие национальности. Я не буду все национальности сейчас перечислять, но азербайджанцы тоже в том числе. Все выходили на улицу, и по очереди ночью все караулили, чтобы никто не пришел и обратно не кинул. Понимаете? Я понимаю, вы там выросли в своей стране, среди своих национальностей. Это ваш мир, ваша жизнь. Живите, вам никто ничего не говорит. Но есть те люди, которые выросли со многими национальностями, которые не могут их оскорблять их, потому что знают хороших людей, которые немало вместе с ними прожили, вместе хлеб ели. Мы не можем оскорблять. Я не могу оскорблять ни азербайджанцев, ни армяне, ни какую-то национальность, потому что у меня есть в моей жизни друзья, родственники, да. Вот у меня есть родные мне люди. Они и иудеи есть, и мусульмане есть, и христиане есть. Это люди, за которых я все, что хочешь, сделаю. Так что не оскорбляйте. Я не знаю, где вы росли, как вы росли, что вы делали, да, это я не могу сказать. Но неужели нет, когда вы оскорбляете кого-то, какую-то национальность, неужели нет в вашей жизни, вы никогда не встречали человека, как, неужели нет, например, вот смотрите, вот я оскорбляю, например, азербайджанцев. Но у меня же есть какой-то знакомый друг азербайджанец, которому мне будет завтра стыдно в лицо смотреть. Он мне скажет, как ты мог такое сказать. Я не знаю, как сказать, да, но то, что, и добавить то, что Стелла сказала. Горские евреи – это горские евреи. Они выросли на Кавказе вместе с нами. Они росли и в Азербайджане, и в Дагестане, и в Чечне, и в Нальчике, там, и в Пятигорске, везде. Они наши горские евреи. Были, есть и останутся. Как там дальше будет, я не знаю. Это я не отвечаю. И мы есть, к народам, понимаешь, Марат? Мы приживались к народам, мы брали их еду, Стелла, не приживались. Мне зачем слово приживались, как понять?
Слово приживались, Я имею в виду- приживаются приживалки. Нет, не приживались. Мы все вместе жили дружно. Тогда не было такого Стелла. Да, Не согласна. было. Я тебе говорю, я считаю себя дагестанцем, да я ничего не говорю. Но, может, даже я приехал туда, в Дербент, позже, чем некоторые евреи. Вот и все. А ты сам лезгин, да? Ругаться, говорить, да. Ой, здравствуйте. Говорить Как я, Марtin моя, я, нет. Марат, секундочку, брат. Индус, от меня тебе... Когда ты меня видишь, ты почему убегаешь, индус? А? Мартин, я твою душу мотал. Все, Где не я трогай. буду находиться, Я ему ты- сказала. Значит, за собой что-то. Как меня не видит, убегает. Ах ты мой индусик. Смотри мне. Эфиопский алфавит учи. Негодяй. Просто знаешь, что суетолог? Обидно было, что я к нему нормально отнеслась, все это время относилась нормально, несмотря на то, что он мне капал постоянно. Азербайджанцы тебе не будут никогда друзьями, они вас предадут. Капал мне каждый раз на мозги. Я все равно говорила: Мартин, перестань мне это писать, это не поможет. Не надо меня строполить ни против никакого народа. Я и с армянами могу нормально общаться. И с Беменом я уже 100 раз говорила, что мне пофигу, какой ты народ, какой ты религия, если ты человек прежде всего. Я вам объясню ситуацию. Вы после 7 октября все здесь. Мартин уже 5 лет. Он в ТикТоке, это один из самых больших провокаторов был, который и маму, его эфиры, когда открывались, там не то что мама, там и дочерей, и мам, и всех мертвых, которые он мог поднять, он всех поднимал. Это был Мартин. Он вот так провокацию делал, азербайджанцев, и всех сталкивал, даже армян. И вот вчера выходит видео, даже Айвазовский уже говорит: Мартин, не ты, сука, который сливал... Слышишь, успокойся, эй, Вася, дятел, не матерись, не оскорбляй никого. Ой, индус! Индус, ты, следи за словами, я тут никого, я не убежал, я не дома занят, у меня тут дела. Индус, послушай меня, Мартин. Если ты будешь... Давай нормально, сам ты индус. Нормально с тобой разговаривать, будь нормальным человеком, не надо хотеть... А я лучше человек, чем 10 таких, как ты, вместе взял. Ты не можешь быть лучшим, почему только одно... Ты не можешь быть лучше, потому что ты в Индии родился. И в Индии ты родился, твой род из Индии. Твое начало. Нормально себя веди. Ты идиотина, ты ходишь как девочка, стучишь. Слушай, радио, Машу, следи, брат, за Закрой свой микрофон, когда я разговариваю с тобой. Пусть меня не обсуждает, обсуждай тему Я нормально. тебя не обсуждаю, я тебе в лицо Ну, говорю. всё, закрой про Я за меня. спиной никогда не говорю. Тут не про Я меня человек, эфир. если закрой микрофон, когда папа говорит. Суетолог, Слышишь, сынок, веди себя нормально. давай закроем тему. Мартин, успокойся. Ты тоже... Пусть не стучит, пусть не идет провокации, не делает. Я ничего не делал, я уже сказал, мы поговорили на эту тему. Хорошо, я не знаю, ты что-то извлек из этого всего, что было или нет? Нет. Я уже сказал тебе, не трогай нас вообще, армян. Общем, народ. Я буду вас не трогать. Я Вам буду трогать, позволено кого евреев я трогать, хочу, мы вас не Мартин. можем трогать. Барона Кто ты хочешь, такой? открой эфир, лично на него народ не ввязывайте в эти свои. Мартин, я тебе сказала, я свой эфир буду открывать. Армяне не на кого трогают хочу. евреев. Покажи мне стрим, Я- где мы трогаем. Ну, во-первых, да, трогают. И просто Не трогает я... никто. Ну, перестань, Мартин. Покажи, наоборот. Когда война началась, не прошло 2 месяца, 2 армянина открывали Это эфиры когда против война Израиля. началась, И конечно, вы говорили, воевали да, против и нас, Нет, помогали. когда наша война началась, я говорю. И Но они вы говорили, против нас были, они поэтому- говорили всем: мусульмане, мы ваши братья, а азербайджанцы предатели. Не говорили они такого. кафиры. Я Ты с мне первого рассказываешь? дня евреев поддерживал уже 2 года. Мартин, я Срок уже был, по факту доказал. Послушай меня, я тебе говорю, если ты будешь со мной вот вести такие дебаты, разговоры, ты всегда будешь Я проигрывать. не потому хочу что вести, всегда я фактами поэтому буду вышел, говорить. чтобы не было тут балагана. Ну, потому что ты Меня, знаешь, мою что тему ты... не трогайте, ради Ты бога. знаешь, общайтесь, что то, что ты делал, это не мужской поступок. Бегать Я с эфира ничего в не эфир, сделал, строполить, слушай, я тебе только а что потом объяснил. еще обосраться и понять, что там сидит один Никто не армянин, обосрался. остальные азербайджанцы. Я знал, что
понять, я с что там первого дня музыка их знал, такая что там непонятная. азербайджанцы сидят. Я знал, что Да ты там не знал. азербайджанцы. Ты Я когда знал. это понял, ты охерел просто. Я до этого неделю его уговаривал перестать этим заниматься и не сидеть с этим молодым азербайджанцем. Что ты мне рассказываешь сказки? В любом Не знал. случае, послушай меня, я сюда зашла не для тебя, ты меня вообще не интересуешь. Я Все, тебя- закройте мою тему, я выхожу, мне тут дела. Я сюда зашла, чтобы предупредить ребят, потому что они мне важны, я не хочу, чтобы их эфир блокался. И все. И как это работает, чтобы они понимали, что они Никто заходят не за собирается сделку. было. Да, мы слышали, кто кого собирается, кто кого не собирается. Все мы слышали.